У нас выходной день, и, как всегда, мы в эфире, и я рад вас приветствовать у себя в эфире. Надеюсь, мы сегодня обсудим и поговорим об особо важном. Я отвечу на ваши вопросы, постараюсь, по крайней мере, ответить на ваши вопросы, те, в которых я компетентен и в которых я разбираюсь. Надеюсь на ваше понимание, поэтому надеюсь, что мы сегодня будем говорить об особо важных и нужных вопросах нашей истории. И не только истории, как некоторые ХЧЛ пытаются бороться с ветряными мельницами, так называемым, занимаются тем, что провоцируют, рассказывают и делают некоторые непонятные вещи. Хотя, в принципе, можно догадаться, это вполне себе даже предсказуемо, поскольку предвыборное время, скоро будут выборы, а если будут скоро выборы, нужны вот такие вот, как говорится, провокационные вещи. Ну да ладно, я Цигаухи Бахнаш Стянгеров бар в курсе, Мардук нашего Нохча Чурбар, в основном приграничные Ведан Куашт, Нажаюрт Куашт, Штигар, ой, вежери Бухцигах, такая ситуация. Но вы должны понимать, раз мы разговор сегодняшний начинаем сразу с последних моих видеороликов, которые я загрузил, я хочу, чтобы вы понимали, дело в том, что, как всем известно, никто из этих представителей, ребят, которые занимались, грубо говоря, конным походом, конечно же, вне всякого сомнения, никому не мешали, они не были вооруженными, они не скакали везде, никому не мешали. Они тихо, молча посетили памятник в Аухе и могилу легендарную историческую личность Байсангура Биноевского, ни больше, ни меньше. Насколько мне известно, что некоторые фитнес-стукачи, или я не знаю кто-либо, видать, быстро-быстро решили позвонить и позвать туда, как говорится, сотрудников уголовного розыска, если я не ошибаюсь, или следствия уголовного розыска. Вот тут, конечно, мне тоже было непонятно, какое отношение к данной ситуации имеет уголовный розыск. Ну да ладно, это не суть важно. Мы сейчас не об этом говорим. Я бы хотел немножко... Ассаламу алейкум. Может, я пропустил, может, уже говорил об этом. Они посетили кладбище. Да, они посещали кладбище, которое находится в Ауховском районе. Там есть Газватан, Кешнешош, Меттегютига, там похоронен Байсангур Биноевский. Точно так же они через вторую часть всего непосредственно видели. Они были, где эта надпись Ауха. Это как раз таки буквально 50-100 метров. Поэтому это раз. Во-вторых, Хефе Краел, я не знаю, кто ты. Я сейчас тебе буквально через 5 секунд заблокирую, потому что я здесь не люблю, когда лазят непонятные представитель непонятно кого и чего. Уголовный розыск должен заниматься своей деятельностью, а не пытаться конный поход прекратить или остановить для начала. С каких это пор твой уголовный розыск
занимается тем, что правда говорят. Ты правду говорить, прежде чем о правде говорит Хачи Эйл, напиши свое имя, правдоруб ты. Свое имя нужно, несанкционированный митинг. Давай я тебе помогу, поскольку ты балабол у нас для начала. Выйти в прямой эфир. Давай, 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 заходи, заходи. Давай, давай, заходи, балаболка, зайди. Зайди, вот она, твое мужество. Ты Хачиойловский, ты балабол ты. Поэтому мы тебе скажем, домой. Давай, 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 давай. Шнырям здесь не место. У меня в эфире, я не перевариваю шнырей. Если бы ты был бы хотя бы чуть-чуть мужчиной, я бы тебя оставил. А так мы тебя отправим быстро. И отправили. Ладно. Суть не в этом. Все, в принципе, мирно и закончилось. В данной ситуации никогда еще никто, когда ездил куда-то в какие-то, как говорится, религиозные места, зиараты ездят. Я вот рассказывал, как написал в тексте, приезжали даргинцы к там огромным количеством в Чечню, посещают там, андийцы посещают там религиозные какие-то культовые места и остальные и так далее и тому подобное. Ну, я не могу, конечно же, понять, вот если все это, если, как говорится, все это на такой уровень выходит, то к чему мы приходим? Тихо, молча поехали, посетили, уехали. Никакого захвата, никакого митинга, там ничего нет. Такая же поездка была в прошлом году туда ведь. Встретились, сидели там, хицо, бицо, чамала, сидели там, разговаривали, выкрики делали. Никто ничего не сказал, никто ничего не донес, и все закончилось нормально. В этом году, потому что вот так и получилось, что надо в первую очередь вот как-то спровоцировать. По мне это так. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Я считаю, что в первую очередь нужно задуматься над этим. Ну, будем надеяться, сегодняшний эфир у нас не только посвящен данной ситуации. Мы постараемся и будем отвечать на вопросы и идти дальше. Ничего, благо сегодня оно мирно все закончилось, и с этим проблем нету. Вот. А любителям поадвокатить давай, антилжет, зайди сюда в эфир. Так, подождите, здесь еще один шнырь зашел. Домой. Второй пошел. Если есть желающие, еще давайте по очереди заходите, становитесь рядом, мы вас будем отправлять туда, куда вам и место. Поэтому, алейкум салам. Ладно, давайте дальше будем отвечать на вопросы и продолжим наш эфир. Вот. Они доехали, они-то побывали уже и пообщались и ушли. Поэтому разницы нету, кто бы что нет. Если мы сегодня, алейкум салам, немножко отвечая на вопросы, я как сказал, здесь нету разницы, какой национальности или что-либо. Поехать, приехать, если ты не нарушаешь закон, если у тебя там ни с оружием, ни с чем, ты просто поехать, посмотреть там, приехать, тут ничего нету, с учетом того, что никто ничего украсть не поехал. На границе в день
тысячами фур, тысячами машин с деньгами едут в Хасавюрт на базар. Кто-нибудь их останавливает и говорит: не-не, разворачивайтесь, вы не туда едете, это не ваш рынок. Хасавюртовский рынок это не ваш. Нет, конечно, никто этого не говорит. Точно так же тысячами, кто приезжает в Чечню, общается, им тоже никто не мешает. Но это, как говорится, культура каждого народа. Я надеюсь, что со мной сразу уже связались ребята из Дагестана, сказали, что это вот больше попахивает провокацией, нежели чем реальной какой-то. Поэтому мы не всех обвиняем, а конкретно в этой ситуации. В общем, я думаю, это нарастает, потому что повсюду провокации. В прошлом году поехали. Почему сегодня недовольно, очень натянуто. Нет, в прошлом году поехали. Тут вопрос не в этом. Тут к одним отношения одно, а к другим отношениям другое. Вот. Поехали, приехали, пообщались. Тут ничего нету такого. Это имеет право. Человек, где бы он ни находился, если он не нарушает закон, он имеет право передвигаться. Все-таки это одно государство. И не чужие люди. И не на острове живем. А так, я думаю, что этот не стоит, как бы говорится, того, чтобы прямо переживать. Знаю, что харамно для них. Не, ну, писать после этого, говорит, мы же не приезжаем к вам, говорит, аварские села в Чечню. И вот меня вот касаемо непосредственно по истории, да. Мы же, говорит, не приезжаем к вам в Чечню и не кричим там Дагестан сила и так далее. Я говорю, каких конкретно идет аварских сел? Он говорит, Кинхи. Но Кинхи никогда не был аварским селом. То, что сегодня там проживают чемалинцы, кажется, это еще не обозначает, что оно аварское село. Просто некоторые люди переселились и определенное время проживали в этой местности. За определенное время, если они сегодня там живут, так это ничего такого нету. Они граждане нашей республики, но и земля, и села, все это чеченское. Но мне самое больше всего сегодня я задумался вот над таким вопросом, когда начали говорить, что мы там якобы аух и так далее и тому подобное. Этот начальник уголовного розыска Адаев и извинился. Салам алейкум, салам аухир, лучше выжлишь. Но если он извинился, то, конечно же, это радует. Я думаю, в принципе, там ничего лишнего как такового нету. Лозунги, выкрики, это дело каждого. Каждый человек, что хочет, тот и выкрикивает. Главное, чтобы эти выкрики не провоцировали что-нибудь именно такое. Я думаю, что немножко вот данная ситуация, мне кажется, все-таки это ближе вот к выборам, поэтому вот нагнетается обстановка в той области. Я не знаю, что поехали, приехали, ничего бы от этого не изменилось. Ничего такого там и нету. Это то же самое, если сегодня там кто-то поедет в Назрань с Чечни, там купить что-то или приедет. Или же наоборот таки с Назрани кто-нибудь поедет в Владикавказ, там, я не знаю, играть в футбол или что-нибудь, я не знаю, выступать на чемпионате или спорте. Ну, что угодно. Не думаю, что это только так. А я думаю, что я тебя не спрашиваю, если ты недоволен, можешь отправляться подальше, чувак. Окей? Ты можешь хоть создавать хоть сотни, понимаешь, свои пустые аватарки. Для начала наберись мужества поставить свою аватарку и тогда уже говорить. А так ты болтун просто-напросто. Вот, ни больше, ни меньше. Что нужно мне, моему блогу, и что я должен делать таким, как ты, вообще не стоит
не говорить, не рассказывать. Машлам, какое право имели даги не пускать чеченцев на свои предков? Неправильно будет. Это все-таки дагов я там не видел для начала. Там были не даги, там были представители уголовного розыска. Прошу не путать. Это другой вопрос совсем, которых вызвали, само собой. Вызвали за то, что они якобы там провоцируют или что-то. Они приехали просто на могилу, на памятник, конный поход. Ни больше, ни меньше. Тут ничего такого нету. Наоборот, такие, если бы салам кинули, пообщались, приехали, да, приехали, поговорили, разошлись, все. Больше ничего там такого нет. Вот. А когда уже начинают утрировать, начинают усугублять, уже вот это, конечно же, идет непосредственно. Капитан Арктик, моя зень, асуджодих, ларам бусахук, моя зень, асудждихарду. Не пиши такие вещи. Даже если это вопрос или кто-то говорит моя зень, здесь сейчас вообще речь не идет о бич, я Аллах, батя, хиликдат. Мы о реальной ситуации говорим. Поэтому капитан, братья, ночью так. Как бы не были козыны сартаны между ингушами и чеченцами, вот гостеприимство у нас не отнять. Подожди, ингуши здесь вообще ни при чем. Давайте не затрагивать ситуацию, это не касается ингушей. Вообще этот вопрос не касается ингушей. Что касаемо Аух, поехать в Аух к своим братьям имеет право кто угодно. Имеет право поехать кто угодно. Если этот человек не нарушает законов, передвигаться с российским паспортом, жить, оставаться, в гости ехать, имеет каждое право. Никто ничего не нарушал. Я не знаю, если запрещены лошади на территории Ауховского района, алейкум салам, то тогда не знаю, если есть такой закон. Другого закона, который бы нарушили границу, я не вижу. Дал ездил. Другого я ничего подобного не вижу. Вот. Поэтому так. Ну, буквально вчера мы как будто бы опережая данное событие, вчера мы говорили о том, что возможна провокация. Мы вчера говорили с Адамом об этом, что могут быть провокации, что делается все специально, не ожидая того, что может быть вот сегодня. Само собой, я не знаком с этими людьми. Видеоролик вы должны понимать, что тоже первый не я загрузил. Когда ко мне начали уже лавиной поступать сообщения, вначале я оставил все как есть, честно сказать. Но потом уже, когда я увидел видео и нагнетание, что у других все уже как бы очень далеко заходит, я, конечно же, тоже среагировал. Я, конечно же, постарался уже тогда посмотреть и ответить. Но вы должны понимать, что эта земля, она находится, это земля наших братьев ауховцев. Это раз. Во-вторых, мы посещали памятник своего национального героя. Если бы, как вы себе представляете, если бы, я вообще говорю, гипотетически представьте, если бы все-таки Шамиль погиб бы где-нибудь в Ведено, или же там в Шали, в Герменчуке, без разницы нету. Если бы он погиб на нашей земле и был бы похоронен там, как вы себе представляете, если бы дагестанцы сказали,
мы хотим поехать там на могилу имама Шамиля, и мы бы сказали, нет, 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 подождите, ва алейкум салам, нет, нет, мы бы сказали, подождите, вы не приезжайте, или там позвонили уголовному розыску, следственному комитету, я не знаю, спецслужбам, ФСБ позвонили, и, конечно же, сказали бы, не, мы вас не допустим, это неправильно, не приезжайте. Как вы себе это представляете? Конечно же, это все немножко было бы некрасиво. И, иншаллах, такого, конечно, я надеюсь, что в дальнейшем не будет. Это и как-то неправильно, это даже с точки зрения просто даже соседских отношений. А почему Байсангур там похоронен, Башлам? Луамуро, он похоронен там, потому что во время окружения труп, который выкрали ауховцы, наши братья, вывести труп Байсангура из окружения не было возможности. Его тайно похоронили там. И с тех пор его могила осталась там, и она находится в Аухе. Он был повешен в Хасавюрте, его тело оттуда выкрали ауховцы, и после чего они хотели его отвезти родной Биной, но, к сожалению, кольцо сжималось, и когда уже больше возможностей не оказалось, они похоронили его в Аухе. Хотя разницы никакой нету. В то время Аух находился как раз таки еще с чеченским. Это еще до того, как в 1921 году присоединили Аух к Дагестану. Не избили, говорит Луамру. Ну, сейчас я не знаю, что за избили, нет. Уарствой Миш Вудвица Дарья Баш. Уарствой. Я про Уарствой уже сказал свое мнение. Уарствой, которые проживают на территории Чеченской Республики, но в Чечне. Это часть нашего народа. Это один из духовов. И все они часть нашего народа, как единый один организм, который говорит на одном языке, который имеет одну культуру, одни традиции, одну родину. Вот такие, кто такие уарства, которые находятся на территории Нохчича. Не знаю, как они там за пределами себя называют. Это и они имеют право, что как хотят, но исторически достоверно и правильно говорить, что уарства это такие же Нохчи, ни больше, ни меньше. Так, дальше. Так, я сейчас... Так. Бисмилля. Дальше. Вопросы. Ассаламу алейкум рахматуллах, Башлам. Если в курсе, вкратце, можешь сказать, что случилось, важилось, что хотел сделать тот, кто намерен. Дерез хейл, масана хейл, дерез, насубу субстаган хейл, цааш якой, что уарство это. Нохчи кандуй, цюндак лукай. Однозначно. Это раз. Во-вторых, что я хотел сказать. Ва алейкум салам. Что произошло сегодня? Сегодня не произошло из ряда вон ничего такого. Братья из Ножоюртовского, Веденского, ну, там, с разных районов Чечни, небольшое количество, их там нету даже там, 100 человек, на лошадях конным походом поехали к своим братьям в гости в Аух, заодно посетив памятники ауховские и могилу легендарного исторического личности чеченского народа Бойсхара Биноевского. Ничего более там не было. Само собой, никакого оружия при них не было, никаких опьяняющих наркотических вещей у них не было. Они не делали никакое нападение. Это не группа ОПГ, это не захват чужой территории.
Они просто культурное мероприятие проводили, и конным поход поехали туда. Но, видать, после того, как они с флагами приехали в Ауховский район, некоторым сикофантам не понравилось, что они там с флагами разъезжают или что-либо. По моей информации, они позвонили, сообщили, что вот УГРО сообщили, что там есть некоторые люди в военных формах, на лошадях с другими флагами, короче, и так далее и тому подобное. На что, само собой, отреагировали среагировали, как говорится, сотрудники, приехали. После приезда, наверное, этот момент вы видели, где, в принципе, один из представителей нашего народа объясняет, что это не дело уголовного розыска, что это момент, если и даже у кого-то были бы претензии, это должен был сказать непосредственно руководитель села или, я не знаю, администрации, прийти и сказать, что есть такая-то, такая-то проблема, если бы она была. И вот в этот момент уже, когда все произошло, когда уже недопонимание произошло, что ночи аккуратно собрались и начали уезжать. И только в этот момент были вот эти лозунги, даже те, которые были. А до этого, как Аллаху Акбар, Ахмад Сила и так далее, до этого никаких этих выкриков не было, люди тихо поехали. Просто единственная проблема в том, что они были на лошадях и с флагами. Но сегодня нету закона, который запрещает, алейкум салам, сделай эфир про Абрейка Залимхана, да, нету закона, который запрещает ездить на лошадях, который запрещает носить флаги, который запрещает ездить к своим братьям на их исконную землю. Нету закона посещать могилы исторических, там, я не знаю, нету закона, запрещающего посещать там памятники. Я не знаю, в принципе, ничего подобного, алейкум салам, плохого в этом я не вижу, конечно же. Просто момент сам зафиксирован, который был, вы непосредственно видели, и кто как это поднял, кто как это раздул, алейкум салам. И хочет поднять и раздуть, это уже другой вопрос. Не раздуваем. Первый пост я уже объяснил. Как вы знаете, это был общий пост. И второй пост я добавил и пояснил, что на Кавказе так не принято. Сегодня, если мы поедем в Кабарду на лошадях, это, не знаю, посетить какой-нибудь памятник общий кавказский, я не знаю. Если бы шейх Мансур был похоронен там, мы приехали бы на лошадях к братьям-черкесам, и они бы начали бы там сказали, нет, вы не приезжайте, потому что вы, зачем вы приезжаете? Если вы приезжаете к черкесам, то возьмите черкесский флаг. Ну, это неправильно. На Кавказе это вообще неправильно. Какая проблема может быть, субханаллах, суакта шауфи руба шлам, в курсе да, конечно. Вне всякого сомнения, я в курсе, что там происходит, в основном, что происходит. Я снова же считаю, что даже те, кто это сообщил и пытался это даже сделать, они рассчитывали, что вот как-то это спровоцирует людей, спровоцировать, опять же сказать что-нибудь. Подождите минуточку. Сегодня, походу, сейчас первый донат это от ауховцев, походу, донат. Не знаю от кого, но просто кто-то задонатил за ауха. Небольшой донат. И ауховцы досают донат бешбата. Дайте, да? Дай Аллах, чтобы вам воздалось за то, что не забывайте время от времени донатить. Ладно. Так.
Дальше. Ладно, дальше продолжим. Снимем свою пепку. Я не знаю, просто как один просто анонимный донатер из-за уха задонатил. Луамаро. Окчуа уйо. Луамаро. Хормя чуксой. Луамаро и Лянов. Лянов. 3 шестерки. Связи валишь, окчуа вала. К вам бы у меня была одна просьба. Чуа вала, я зенщиков была, хотя гайтейшаши. Лянов и Луамаро. Но они... Амин, амин. О, да. Эмоции зашкаливают просто. Ладно, пока они отсутствуют, давайте продолжим свой эфир, продолжим свою дискуссию. Я об этом сейчас буквально час, не скажу, но 46 минут рассказываю о сегодняшней ситуации. Я буквально рассказываю уже про эту ситуацию, рассказал уже. Да, сразу, чтобы вы знали, это правая рука, и это Морз. Алихан, ситуация простая. Представители нашего народа поехали в гости к ауховским братьям. Заодно посетили могилу Байсангура Биноевского. Есть телефон полки Гошева. Вот. Ну, кто-то засикофанил, позвонил, на ровном месте поднял панику. И вот, как говорится, все, что было. А сам, да, Цевитан, да, Башлам смотрел последнее видео на канале Нахчу World. Дерес Хилалхан, вечер чакдах биштик, шадик чакдах нам. Ты вообще работаешь, откуда у тебя столько свободного времени? Это кто мне, это вопрос кому конкретно, мальчик? Свободного времени у меня вообще нету. Я работаю. Я работаю на ЦРУ. Совместно с Ми-6. В подчинении у нас Моссад. И подрабатываю иногда ФСБ. Это моя контора, короче. Раньше я работал в ГРУ, в КГБ, потом ушел. И вообще я Дунган Маклауд.
из племени Маклаудов. Ну, эти горцы, которые проживают по 1000 лет. Вот так вот. Свободного времени. Свободного времени нету. Свободного времени. Я эфиры провожу 2 дня. Буквально 2 или суббота, воскресенье. Пятница, суббота, воскресенье иногда. Вот. Поэтому... Да, потом чего. Алейкум салам рахман. Поэтому я не знаю, с чего ты взял, что у меня свободного много времени. И вообще, башлам, пацаны, капитан, капитан, я тебя предупреждаю несколько раз уже, башлам, ты еще и Трампа знал. Да, Трамп у нас в администрации подрабатывал. Ты на нас работал. Да, и Министерство обороны тоже вредная у тебя работа пошла. Мне не говорите, Вала. Работа вредная, никто не платит. Хотя все так и переживают, за сколько мне кто заплатил. Хотя, честно сказать, хоть одного, кто бы мне заплатил, бы показали. Но, к сожалению, за время моих прямых эфиров я понял, что интересна моя личная жизнь, мои дипломы, моя работа. Короче, ассаламу алейкум, Вазир Маршал, Душик, Санкт-Петербурге. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату, Дейлер, салам Маршал. Поэтому я вот закинул в 2 частях, не специально. Первую часть вы видели, она разошлась, кем была сделана провокация, потому что в любом случае, если бы не позвонили, уголовный розыск просто так бы не приехал. С чего это вдруг уголовному розыску охранять или смотреть, кто приезжает на могилу Байсангура Биноевского? Уже вроде бы не те времена, и прошло уже 100 с лишним, 180 лет. И охранять Байсангура уже не надо, он никуда не убежит и не оживет. Значит, кто-то, когда эти ребята приехали конным походом, кто-то засикофанил, позвонил, стуканул, сказал, что здесь флагами на конях прискакали, хотят вывести Байсангура, хотят вывести землю, там, так сказать, и могилы вывести, поэтому нужно это понимать, нужно это знать. Вот. Я думаю, ошибка тех всадников, то, что они сами допустили ошибку. Я думаю, что данные всадники, в принципе, не совершили никакой ошибки. Если нарушен закон, то представители администрации, представители, я не знаю, участкового отдела подойти и сказать, вы нарушаете там покой, там, я не знаю, вы не даете людям спать, вы не даете там отдыхать покойникам, или там нету никакого митинга, там нету ничего такого, нету политических каких-то лозунгов, там нету выйдите и проголосуйте за Зюганова, там, я не знаю, или там за кого там еще можно говорить. Поэтому они полностью имеют право поехать в гости к своим братьям Аух. Аухи проживают фактически 90% это Нохчи. Это их исконная земля. Они поехали в гости к своим братьям. Они поехали навестить памятник, я не знаю, могилу легендарную историческую личность, такую как Байсангур Биноевский. Ну и остальное. Какая разница? Кому какое дело? Что от этого изменится, от того, что 20-30 человек на лошадях туда прискакали? Ничего не изменится. Или боятся, что память Байсангура может ожить. Или что, я не могу понять. Но вот именно ты же не знаешь, это марш мира или нет. Ты же не знаешь этого. Там, в принципе, нету ничего как такового. Может, это был марш мира, я не знаю. Марш мира неправильно. Вот ты собрался с друзьями, говоришь, давайте поедем на рыбалку. Вы собрались 50 человек и поехали рыбачить на озеро. И сидите и закидываете удочку. Я не знаю. И кто-то там кричит там, чувак, иди сюда, короче, здесь большая рыба. Другой кричит, и там, я не знаю, по соседству дома стоят. Чувак набирает уголовный розыск, да. Здесь 70 человек приехали с Чечни и рыбачат. Они нам мешают.
Ну, сейчас у тебя одни догадки. Здесь есть представители Ауховского района, они прекрасно знают, что там было. Там выкрики, что они кому-то мешали, этого вообще нету, Башлан. Это, походу, та же ситуация, как и у... Да, Строевский, они сегодня мне писали, братья черкесы писали, что у них такая же ситуация произошла, один в один. Ну, я, честно сказать, немножко, ну, прям как, я не знаю, под заказ прям. Одна и та же музыка. Ну, честно сказать, непонятно. Это же... Ну, вот Джебер, тем более, ты же знаешь, Джебер, э, те, которые приехали, они что там, по улицам скакали, везде кричали, людям спать не давали, или что там? Было такое вообще с их стороны? Запрос, когда присылают, я принимаю, а так кого я могу? Все четко было. Ясно. Я больше чем уверен, с учетом того, что лишних каких-то движений себе бы наши не позволили. Да, да, мягко говоря. Я не знаю, Ужри, кто сделал, кто ответственен за это, что за ребята собрались. Я всего этого не знаю. Дерес хэл аухир, Ужри, Аллах, сейду алшу. Алейкум салам. Но сегодня они могли быть все биноевцами. И что? Это биноевцы приехали своему однотейповцу навестить его на могиле, и ничего. Цаун ана войновчи дахаря, дики дивизис, зедина ядикдина. Хан! Не, Башлан, такого не было, все радовались, братья. О, да, ну, это... Донат, донат, это добровольное пожертвование. Это когда помогают кто сколько может. Но ты, брат, не переживай, донатов не так много. Свердловская. Я все-таки люблю свою родину. Донат– это добровольное пожертвование. Я говорю, они уже всем дали знать, куда они скачут, не успев перейти границу. У тебя догадки. Вот, извини, пожалуйста. Чувак, Нальчик или кто там ты? Хотя я уверен, что ты вообще не кабардинец, не черкес. Ты из потомства ботов. Ну да ладно, я тебя не оскорбляю. Э, у меня с логикой все нормально, с историей все нормально. И я знаю, что там произошло. Я тебе говорю, они пришли навестить, посетить могилу Байсангура Биноевского к своим братьям Аух. Все. Тебя это волновать не должно. Ты не Нохчи, ты никто, понимаешь? Чтобы имеется никто из нашего народа. Кто-то задонатил, и в любом случае, я не знаю, здесь без сообщения донат пришел. Макар, еще не вечер. Вот такой донат поступил. Э, Кто-то задонатил. Это уже
Так, донат за сегодняшний вечер. Первый донат за сегодняшний вечер, да, это первый донат с сообщением. Макар, еще не вечер. Вот такой вот донат. Ой, ты бедная обиженка, Магасик. Магасик, пупочек твой не развяжется. Ты за что-то переживаешь-то, а? С чего ты взял, что я на кого-либо работаю? Ты, утырок, не плачь. С твоего кармана ничего не убудет. Вы вечно плачете. Ты пойди, пиво не покупай, сигареты не покупай, переведи Музуртанову денежку. За своих переживай. Ты не плачь. Понимаешь? Алейкум салам, нормально. Вы так сильно переживаете за мою финансовую подоплеку. Ты в жизни своей никому ничем не помог. Понимаешь? Но ты считаешь что-то чужое. Я любому человеку, я могу хоть скрин сейчас показать, что у меня есть. То есть у меня на одном онлайн-канале есть все свои счета. И там нету вообще никаких небольших денег, и я ни на кого не работаю. Мне никто за это не платит. Если кто-то небольшой донат пришлет, и об этом все знают. Поэтому не плачь. Я видел, как один из вас пришел здесь на 10 тысяч, когда проспорил, убежал. Поэтому, ладно. Башлам. Эцхатигарш, Далахо Аренс, братья Шхил, Хейз Хомиш. Да, кабардинцы, в отличие от чеченцев, заехали в балкарские земли, и старика до крови избили. Не надо сравнивать, чеченцы на свою землю приехали. Я не знаю, кто кого избил, я по этой ситуации не знаю. Я не взял просто от уважения к своим историкам, должен был чем-то помочь. Не так ли люди? Я не взял просто от уважения. Вот. Через PayPal брат Мухаммад отправил. Мухаммад Асаил, Аданат, Адухуахват. Я не понял, что ты, какую ты чушь льешь. И что ты там вообще несешь. Я, честно сказать, не понял. Ламаро, я вот тебя очень прошу, если он не ингуш, я не знаю, ингуш он или не ингуш, я не говорю, что он там, он представляется официально как ингуш. Если даже это так или нет, я не знаю, кто бы он ни был. Переживать или меня в чем-нибудь. Если бы я был бы, как ты говоришь, кадыровским историком, наверное, было бы намного. Я-то себя считаю и чеченцем. Ты не чеченец, к сожалению. К сожалению, нет. Я-то и считаю себя чеченцем, это не нация. Поэтому не переживай. Ладно. Скажи мне, кто твой отец, я скажу, кто ты, Эдухай. Считаю, ты будешь рассказывать этому Дмитрию Кулумбекашвили. Есть такой братуха твой. Злой Изя мы его называем. Злой грузин, кажется, себя так пафосно называет. Это, походу, твой братан. Он тоже говорит, я осетин, но я чувствую себя этим грузином, потому что я по матери, поэтому... Да нет, Айса, Ола, пытаются вот как задеть это херитин. Я знаю, Ламу. Я пытаются как-то задеть, сказать, ну, если есть какая-то проблема, давайте я открою, посмотрите, кто что. Мне никто ничего... За целый вечер 2 человека прислали, 2 доната, 2, 3, 4 доната бывает. Кто там понемножку скидывает, и все. Ума, да, цыга. И все равно меня упрекают
о моей предвзятости или что мне кто-то заплатил. За что? То есть, если мне брат прислал из ауха, какое он отношение имеет там? Поэтому, валикум салам. Ладно, Расул Шатой, ты прав, братан. Наверное, так есть. Давайте продолжим дальше. Дальше. Дальше будем. Луамуру 06, как раз я тебя и ждал. Луамуру 06, братан, у меня к тебе просьба. Я специально для тебя оставил, для тебя и другого, там есть еще один Луамуру Алумяцу. Там есть еще один брат Алга, который здесь еще у меня в эфире есть, и который без оскорблений нормально общается. У меня просьба к вам, братья. На моей странице есть, валикум салам, есть пост, который я сделал. Он называется, вот сейчас, по Ауховскому району. Под ними есть один сюли, как Бразил, что-то называется. Сразу поймешь, еще аватаркой стоит красная машина. У меня вопрос, просьба к тебе. Зайди на чушь, которую он написал про чеченский народ и вообще. Зашел, лайкает активно, просто лайкает каждого сюли представитель твоего народа. По крайней мере, у него там все ингушское, он так говорит. Напиши ему вообще, какое отношение ты имеешь. Причем тут Нохчи и Сюли, которые общаются между собой, а ты зашел и поддерживаешь Сюли. Вот такие моменты, когда я их озвучиваю, говорят, что это неправильно. Поэтому я специально оставил. Он говорил, там 7 человек, которые поддержали этот первый пост, который написал Сюли. Там почти что 80 комментариев, и ауховцы, и ногчи все его опускают. И именно первый, кто поставил ему лайк, это человек с ингушским ником. Зайди ему и объясни, скажи. Или пускай вообще молчит. Или же после этого пускай рассчитывает на то, что все ему будут. Мы же тоже, меня же много раз упрекали в том, что я якобы лайкаю некоторые комментарии, которые против ингушей. Меня упрекали в этом. Вот я сообщаю. Пост, где сегодня была поездка в Ауховский район, и что братья там, с братьями была такая ситуация, первый комментарий, который злобный написал Сюли, поддержал именно Алга. Зайди и скажите ему, чтобы он, по крайней мере, хотя бы не вмешивался. Вот это было бы лучше для всех нас. Потому что, ну, как-то это недостойно, наверное. Я бы так не поступил. Ладно, давайте продолжим эфир. Вы сразу видите, у него типичный, очень такой бросающийся ник. О, Маршо, связи мой. Алло, Маршо, братишка, странно очень, что ты появился в эфире. Ладно. Продолжаем эфир. Самурай ГН. Ладно, закончим. Это продолжим. Что тут есть, чего тут нету.
Так, чего странного-то? А ты разве не уехал на Мальдивы? Валикум салам. Я думал, ты уехал куда-то на отдых, братик. Медовый туда-сюда. Так. سهر وتسوى شعير ووسي. Медовый месяц в Урус-Мартане, это, конечно, что-то новое. Для меня это что-то новое. Ну, медовая неделя, да? Амин, амин, амин. Нашу Андивай Хамдац. Ассаламу алейкум, салам. Так, что тут еще у нас? Кто женился? Один нацик женился. Башлам, оказывается, твой аккаунт смотрят индейцы. Я думал, это человек по приколу индусом притворяется. Я посмотрел его аккаунт, и он реально... Дучи ДРС. Раньше Тигр Лович поддерживал Карфаген Баса, граффити поддерживал. Теперь Дучи Мариарти, Эшбату Борс поддерживают, призывают донатить. ДРС Хилшин Возре. Да, да, да. Ну что, индейцы тоже на нашей стороне, наверное. Да, борца, вау. Амин, амин. Не индеец, а индиец. Но если индиец, вообще хорошо. Вот считайте 1 миллиард. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Да, вчерашний эфир, в прямом эфире, пока вот вчерашний эфир не закончился, ва алейкум салам, в конце, когда я уже выключал, было 1800 человек, которые посетили наш эфир. В прямых эфирах все больше и больше людей участвует, что, конечно же, очень радует. И это, конечно, хорошо. Вот. Ва алейкум ассалам.
Башлам, что правильнее, совет тейпов или совет старейшин? Мне кажется, в совете тейпов должны быть грамотные люди, а не камбелна. Я думаю, что это уже чересчур нагромождение. И брат Хизир, Аллах да оставил, донат, это европейский один брат задонатил. Аллах да оставил, давно мне через PayPal уже никто не донатил. Вот очень приятно, что наши братья с Европы подключились и поддерживают нас, смотрят эфир и поддерживают нас. Что, честно сказать, совет тейпов, совет старейшин неправильно. Все-таки политически правильно совет тейпов. Совет старейшин это некий совет старейшин, если бы у нас была бы военная демократия, тогда бы было бы правильно. Пошла, как можно подключиться к страничке АУХ? В смысле, как можно подключиться? Не понял. Подписываешься и подключаешься? Я не понял уже. Вопроса не понял. Айса 0505. Башлам, простой народ не загрыз. И кто-то задонатил еще через карту. Аллах да саадуэл да духда дуэш будыснак эзершка сауда хылшим. Башлам, простой народ не загораживал нашим вопрос. Аух, я имею в виду, или менты. Там только сотрудники, простой народ, там простого народа не было вообще, насколько я знаю. Это только сотрудники были. Совет тейпов, уж эти, это, так, не надо. Разных аккаунтов пишут, сохраняющих комнате про его народ. Хайну, хаджи, да, вегетейший стейк. Башламу, вала, разве есть тейпы? Вала. У них фамилия, это и есть тейпы. Так. Ничего против никого не имею, но тут, который писал, что плата народная только Ачлай и Ачлай Басбич. Люди разные. Дело шмовицу. Что, Артем Плата, мне вообще дела нету до него. Честно сказать, зачем его обсуждать? Мне он не интересен с никому. Дерез, ты большую работу делаешь. Дерез Масана Хэл, если это ты про мне говоришь. Я лишь ваш помощник и поддерживаю вас. Остальное делаете вы сами. Я хочу что сказать. Вы знаете, когда вот сегодня мне, допустим, написал один брат, якобы Гумси это кумыкское название, Терек это кумыкское название. Почему там все-таки это все кумыкские? Да не кумыкские это названия все, и не тюркские. Гудермес это не тюркское название. От реки Гумс. От этого названия появлялось Гюмси. Вот. Терек я вообще не слышал, чтобы его назвали там, именно что оно тюркское. Из чего это? В Америке, кажется, называют его, и его по-разному называют терек. А если даже когда-то в определенное время тюркское влияние на плоскостном территории было большое, это не обозначает, что они изначально там жили. И сегодня есть разное мнение у разных ученых касаемо, там, допустим, тех же представителей тюрков. Почему, с чего это вдруг мы сегодня все Хасавюрт, вообще от Хасав его звали, от имя человека появилось Хасавюрт.
Поэтому не надо сразу же шейх Салман, верить в это и бежать. Всему свое время. Все потихоньку становится, как говорится, понемножку становится явным. Буквально лет 10-20 тому назад многие люди даже не понимали. Башлам, то, что Чинхуа и Галга и Тейпы, Тумгуа и Уардуа имеют общего предка, Ги имеет под собой. Это надо уже, насколько я знаю, Уаздуа и Чинхуай. Но тут же вопрос стоит, отсюда ушли туда, оттуда пришли сюда и идут сега. Чинхуа это чисто кровные наш тайп, ногчи тайп дейс. Я насчет касаемо Оздо, я не хочу ничего говорить, потому что это у них как бы есть внутренняя своя небольшая тема. Кто такие Мелхи? Мелхи это ногчи тайп и ногчи тухом. Кто такие? Вот кто такие Мелхи. Без всякого преувеличения. Земля их находится здесь, родина их исторически находится здесь, башни, захоронения, все у них точно такое же, как у нас, язык у нас один. Насколько я знаю, другим народом я Мелхи не вижу. Садейши Чуябуиш, по крайней мере. Странные вопросы реально вы задаете порой. Не стоит, конечно, их задавать. Чунгурай является исконно ногчи тайпом. Но есть немножки, которые, по-моему, ты раздорся. Мурат, это ты кому говоришь? Какой раздор? Кто ты такой вообще? Мурад Багбаев или Багдаев 2018. Ты кому это говоришь? Мурат Багдаев или Багбаев 2018. Освободиться. Бадбагаев или кто там тебе? Чё ж ты, блин. Зайди в эфир, Бадбадаев или Божье яблочко, как там тебя? В эфир зайди. Запрос ко мне отправь. Как там тебя? Я у тебя еще не спрашивал, можно ли, не нужно ли вести стримы. Что же вам со вчерашнего дня многие пишут, это тонкие вопросы, на которые кавказцы ведутся. А с чего ты взял, что кто-то на что-то ведется? Запрос отправь мне, показывая свое лицо. Давай поговорим с тобой. Там, как там тебя зовут, я не знаю. О тонкой нити политики, которая ведется на Кавказе, мне расскажи. Что мне стоит говорить, что мне не стоит говорить. Было бы проще намного. Чтобы люди тебя увидели, услышали. Без всяких книг, без ничего. Так, старик, так это правда. Это же теперь Джеки Чан. У каждого есть плохие и хорошие, это я знаю.
Нацагов, она отвечает за всех мелких, она кто? Мирю из Массан люди видели, я не такой публичный. Нет желания, чтобы люди видели. Да какое здесь небольшое количество людей, и нету желания, ты говоришь, чтобы меня люди видели. Ты же имеешь свое мнение высказать, написать. Расскажи о тонкой политике, которая проводится на Кавказе. Может, с чем-то я с тобой соглашусь, может, тебя опровергну. Все-таки мало-мало, нет-нет, у меня есть свое историческое образование. Я знаю тонкости политики, поскольку изучал политтехнологию. И причем на долгое время я его изучал. Изучал точно так же и НКО. Поэтому расскажи мне о тонких нитях. Давайте вот так, чтобы о тонких нитях психологии и политологии. Брат Дживаншир из Штатов, ассалам алейкум, написал. Алейкум салам, брат. Дай Аллах тебе здоровья. Огромное спасибо за то, что Кавказская Албания не забывает о своих братьях из Нохчичо, не забывает своих братьев Нохчиматянов. Огромная благодарность тебе, брат. И мне, вы знаете, когда вы начинаете рассказывать и говорить о своей тонкости, политике и так далее и тому подобное, это, конечно же, немножко удивляет. И выпальнуть, сказать что-то, вот сказать просто-напросто. Одно дело, когда вас приглашают в эфир, говоришь, сядь ты передо мной. Я, во-первых, не собираюсь тебя оскорблять за твой непрофессиональный русский язык или за что-либо. Если ты умеешь писать такие комментарии, ты должен иметь и мужество, и смелость высказать свое мнение, показывая свое лицо. Ибо ты кавказец. Ибо ты кавказец. Если ты кавказец, ты не должен ничего бояться. Ты же за правду, за справедливость. Вы меня получаете, как мне делать что-то правильно, но сами боитесь элементарно даже показать своего лица. Проще всегда, спрятавшись за чужой ширмой, чужим именем или какими-то пустыми аватарками, сидеть и читать мне лекции Альберта Эйнштейна, я не знаю, или Пасквили, кого угодно. Но вас просишь зайти и показать, доказать. Расскажи, как мне рассказывают, там рассказывал один Чекиндес, рассказывал, что аух, мы позволили заселиться. Кому ты позволил заселиться? Когда ты позволил кому заселиться в аух? Когда люди говорят, мы позволили вам заселиться, заселить Междуречье Терека и Сулака и так далее и тому подобное, вы должны понимать, вы должны понимать, что в этой местности должны быть города, должны быть захоронения, должны быть курганы, должны вот все это должно быть. А просто наобум люди, которые всю жизнь жили в горах или всю жизнь вообще были вообще-то за Каспийским морем, в степях Алтая, приходят и рассказывают нам, что мы вам дали, мы вам пустили. Даже название там Ичкерия появилось только во времена Тамерлана один написал. Но откуда Тамерлан знал название Ичкерии? Откуда его писарь писал, если он не поднимался через Ичкерийские горы? У вас ни логики нету, ни знаний нету, ни в истории, нигде. И вы все равно пытаетесь вот просто выплюнуть. Вот вам бабка нашептала семечки, когда вы ели или сидели за миллионной чашкой чая, вам кто-то лапшу на уши навешал, и вы считаете, что вот это правда, и все. И все. Для вас это правда. И любой чечен, любой ногчи, который опровергает вашу ложь, он нацик, он фашист, он Гитлер, какие вы только имена не приписываете. А своих красных горшков, которые ходят там, вешают лапшу на уши людям, рассказывая там, делая карты и говоря, как правили, и разделил Чечню, какие ханы, какие нуцалы, шамхалы якобы правили Чечней. Как правили? Тупорылым, которые вот этой фитней занимаются, вы сами себя позорите ложью. Я вам могу объяснить, как. Вы утверждаете, что после депортации, когда вас заселили на земли чеченцев, Нохчи,
Вы от поноса, желтухи, тифа погибали, потому что здесь другой климат. Уже одно это противоречит, что вы никогда здесь не жили. Это не ваш климат. И что это к вам не имеет никакого отношения. Вы сами здесь одно говорите, там другое говорите. Вот почему вы лжете. Если вы умирали в этих климатическом поясе, если он был вам настолько нехороший, неблагоприятный, каким образом вы владели этими землями? Я не знаю. Если вы приходили, заразились, я не знаю, у вас появлялся метеоризм, и вы все здесь загадили. Нету ни одного, ни замкового комплекса, нету ничего у вас здесь. Ну, хоть что-то же вы должны оставить. 200, вы понимаете, сколько могил должно быть, чтобы 200 лет править здесь и не оставить ни одной могилы? Не оставить ничего. Это те фитначи, которые там рассказывают про дань, мань, красный горшок и так далее и тому подобное. Рубеж между вами и нами была река Вайхи. Благодаря нашей тупой политике нашего народа, который готов был встрять за кого угодно и воевать с кем угодно, дабы просто, чтобы повоевать, очень сильно мы сократились. И земли, благо, пустыми не остаются. Сначала заигрывали, потом покупали, потом разрешали, сбегали, мы позволяли поселяться, и потом эти люди начали потихоньку подтягивать, размножаться. Вот так это происходит. Ничего с тех пор и по сегодняшний день ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Но, однако, когда вы просите нас доказать каким-то образом, что это ваше было, мы точно так же просим и вас. А докажите, что это ваше, что оно было вашим. Я на сегодняшний день я убежден и уверен, вне всякого сомнения, что приглашались, да, князья, чеченцами, навчинцами самими. Они приглашали, и это была хитрость. Это делалось. Вот. Это хитрость. Ее использовали. Точно так же, как и переселение Султан-Мута там на левую сторону Сулака, о котором много описывается, тоже многие пишут об этом. Были ли? Да, были на стороне Султан-Мута чеченцы. Нохчи поддерживали его. Были, которые поддерживали, были, которые не поддерживали. Как и у Шахмурзы Окотского то же самое. Поэтому сегодня, как говорится, когда вы начинаете говорить, там, что вы завоевали или вы дали, да нет, ничего не дали. Есть такая гипотеза, якобы князей приглашали. Ну, все-таки, я думаю, не князей приглашали, а может быть каких-то военноначальников и так далее и тому подобное. Может быть, гипотетически. Хотя это тоже можно поставить под сомнение. Понимаете? Верить в это, конечно. Да, все нормально закончилось, Ваша. Нормально. Мы не должны верить всему, что нам говорят. Они за определенное время сделали много наработок. Люди, которые там чеченофобами являются. Но благо европейские, арабские картографы, они, кроме даже тех русских, которые пришли, оставили очень много. Фулани, Мамакаева, я вообще, у Мамакаева очень много подделок, поэтому его труды я не считаю
настолько оригинальными. Очень сильно подделаны его труды. Мамакаев много духов Бина Мамакаевса, кстати, считается одним из тех, кто внес в нашу историю вот это понимание, как духовно считается Мамакаев. Морс дадели. Поэтому так, мне интересно, в чем смысл называть меня ингушкой, если я отвечаю, что я чеченка. Умая мушхо. Умая мушхо ела ханохчи юк. Чисто кровно нохчи юк. Ямс, да, потихоньку мету ушу. Джим-джим. Потихоньку стабилизируется. Донатим, братья, на мясо. Братан, тигр, на мясо нужно очень много донатов, поверь мне. Такими темпами. Туркиш Хардаш. Нет, ненормально. Они нас оклеветали, как преступники пришли в Алух. Мушхое. Мушхое саюрта буду эн нахчи бош. Мушхое буд каюха. Каюрта. Именно саюрта. Мушхое бу тайпан. Валга бу тайпан. Дукка тайпна что берткела. Эн нахчи бош. Соседи так хорошо знают чеченский язык, что уже не различишь, кто и что. Артем нас не уйти один за всех. Отсыпался муж какой-то тому. Муж хвай. Русские, помимо Арси, еще межги называются. Да. Вещь далее ачтас. Ачтаса. То. Макар, ты куда пропал? Где обещанный донат по ММУ? Лучше объединяй воистину верующие братья. Да я с радостью только объединяю. Башлам беркела царой бат. Царой бумяч мусо тига. Ну дух бумяч вац. Хвай, царой, цвантрой, кей, муж хвай, галгай. Духа бум. Соусбик. Если ты спрашиваешь про то, что в Чечне, я тебе могу сказать. А так, то, что в Ингушетии, конечно, это отдельный храм, и пускай так и будет. В Чечне нет. Там, да. В Чечне нету такого. Ошит баляке гурбац, хаун акалсик. Баркал жаб далын ялхару. Сот уантру. Ассалам алейкум. Ва алейкум салам. Башлам правда, что окей, все окей. Окей, все окей. И они чисто ММТ Пазал давно выполнил свое обещание. Да, Макар один задонатил ТСК. 40 будет, который-то ачва.
Donus vandaag bij de Duinstoog staat zo daar. Zo, 22 toch wel bij kila. 22 чертвай, хуай, Эшбатвай. Руслан ищет потом, по-моему. Да, смотрел. Да, я смотрел. Алиева, кажется, их фамилия. Смотрел. Может, Цхора называют Галай. Нет, Цхора, это Цхора, Галай, это Галай, вообще. Это отдельно. Ой, Носю, Гергерей, уж. Ой, Носю, Галай. Сейчас Цхора, Дуцел, сейчас Галай, Тайпан, Дуолса. Окей, все окей, как и у всех ногчей. Ах ты, что ты дылхаться. Согласен. Главное, чтобы Соусбек, да, есть ногчи чувак, которые говорят сейчас Галгаду, Тайпан Галгаду, сейчас ногчи Конухду. У нас в Чечне это есть. Это очень даже вполне... Ты так удивленно сказал, это как будто бы для нас это... Ты впервые, может быть, слышишь это, но здесь это вполне нормально. Это даже Абадиев же сам рассказывал, Идрис. Он рассказывал, что многие ингушские тейпы стали чисто ногчи тейпами. Он об этом заявил на совете тейпов, сказал, что это не секрет. Почему-то быть ногчи хотят голые тейпы, а ногчи не хотят быть голые тейпами. Так он, кажется, высказался. Или это на встрече с Азаматом было, но где-то он это высказался, я точно помню. Поэтому... Вот. Я всегда думал, что Гала это Ган, а почему у них своя? Солсбек, теперь у них своя республика. Раньше же мы были одним народом. Теперь республика, да, 28 лет как отдельно. На встрече с Азаматом. Да, на встрече с Азаматом. Так, ну. Зависло. Нет, не зависло. Просто здесь прислали. А правда, что сейчас собирается объединить снова Солсбек? Я не знаю, честно сказать. Вот эти слухи ходят уже 2 года, что пытаются объединить. Я в это очень не сильно верю в это. Мне кажется, что это немножко притянуто за уши. Вот так и нас разделили, травят друг друга. Да никто не травит. Главное, чтобы у нас голова была. Турпалхуай, донач, муду, хауша. С донатами дело не айс, конечно, но сегодня 3-4 человека задонатили. Кто там понемножку, кто мог, тот задонатил. Не будет объединять никого.
Поэтому пока с донатами есть определенное количество людей, которые или критикуют, или же поддерживают по этим по этим, как говорится, башлам сюли арбаха почур, вежри уайца арбах уиш бац уайя вахтау иш вала вахта урбу самагаттия. Тиаргер цебяш сюк шайхат таштия. Донат Макар пропал, в розыске объявить. Но, наверное, они ушли, обычно с моего эфира уходят. И куда они уходили обычно? Там Щичу Оль, а Белориш к Щичи, наверное, пошли. Но это ты уже сейчас, Мурат Багдаев, немножко неправильно выражаешься, границы не нужны. Вот эти сказки очень сильно погубили наш народ. Почти многие земли мы потеряли, поэтому за вас работаем. Поэтому я, честно сказать, в это больше не верю. YouTube, чё, Адыл, Чечениш, брат, как всегда, поддерживает. Вот. Это шутка такая. Бах, сам вот торчок ухо. Нет, сюли это только аварцы. Лакцев называют газгунки. Лакцы это не сюли. Лакцы это газгунки. Но почему сюли называют всех дагестанцев, я хочу, чтобы вы понимали. Потому что они говорят, что они самая доминирующая нация в Дагестане. То есть, мол, нас больше всех. Поэтому по их имени пытаются назвать. Но это неправильно. Если вы называете, правильно называть, нужно сюли это аварцы, разгумки это лакцы, гумки это кумыки, лезгой это лезгины. Ну и так далее, там, и так далее, и тому подобное. Не нужно, в принципе, повторяться. Странно, сегодня я думал, что в эфир будут запросы. Да, газгунки это лакцы. Гайзла это татары. Галгаска это терские казаки. Хири это осетины. Гайбертлай это кабардинцы. А табасаранцев называют как... Табасаранцев и вроде бы называют Мурад. Но я, честно сказать, не слышал. Не помню, чтобы сейчас там очень много. В основном те, кто с нами граничит, даргинцы есть, Адахрой, там, допустим. Дидои это дидоевцы. Есть еще кубачинцы, мы их купчи называем, кубачинцы. Дидуай, Анди, вот это тоже отдельно. Честно сказать, кто еще там остался? Гюржи это грузины, Эрмло это армяне. Андо это андийцы, правильно. Дидуай это дидойцы. Я усилий кысугмая сделала и тейп хамаш. Ди хоздats лидер. Сонахчие он. Хасили валесили хал. Насугмая сди эшец. Это правильно. Так, что здесь?
Что здесь происходит? Что здесь происходит? Агульцы, рутульцы, вот это вот, конечно, у нас так что вот как-то так. Да, да. Манатик да шуба, да. Валейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Э, Какой-то вопрос еще мне задавали, просили, чтобы я в эфире озвучил, но если вы не напомните, я сейчас уже и не помню, какой же это вопрос был касаемо истории. Башлам, насчет к могиле Байсангура Хухаларсуна. Да, черше гукчак дяхкер юни хабяхкер. Та Амир, ждаться, да, это все нормально. Просто кто-то настучался, кафанил, застучал, поэтому. Ой, Мурат, да я не знаю, этого Надиршаха кто только в пух и прах не разнес. Кумыки говорят, что они разнесли Надиршаха. Аварцы говорят, что под их руководством разнесли. Лакцы говорили, что они разнесли в пух и прах Надиршаха. Есть какая-нибудь нация среди дагестанцев, которая не разносила этого Надиршаха? Неужели этого Надиршаха все разносили? Вот я честно не могу понять. Не в обиду, я реально честно говорю. Кто бы ни написал из Дагестана, особенно с той области, каждый второй говорит, что он разнес пух и прах Надиршаха. Спросите у Надиршаха спросите. Брат, имеет ли Нохчкелуй отношение к этнос Гелуй? Гелуй, Нохчкелуй, Галай. Галай могут нести, но надо посмотреть. Галай один из древнейших нохчетайпов, древнейших. Я хочу еще сказать, что вообще в основе своей Нахчгелой они все-таки ближе к Нашхоевской ветке, к нашей, имеется в виду, к центральной, Каланчурской ветке относятся. Все так или иначе, они имеют взаимоотношения друг к другу. Они там просто-напросто в зависимости от возраста, там, сколько там предки, общий предок 1000 лет, 1500 лет. Надо смотреть, там, посмотреть по ДНК проекту. Конечно же, мы посмотрим. За донат огромное спасибо, брат. То, что не забываешь, донатишь, это очень для меня важно и значимо. Да ты всегда, как по мере возможности, помогал, честно сказать. А услышь, и умая, адуктарьерешь, никому она не мешает. Оставьте, она ко мне в эфир зашла. Не к вам. А детейши, вы можете мне задавать вопрос, не к ним. Чунгруай чисто нахчитайп до элла ашук. Его этимологию, его название считается, что они в основе своей легли из-за того, что они были стрелочниками, имеется в виду чуту шхилаан. Чу Рой Ишцут Ирхадоша. На основную часть разгромили на табасаранских землях, поэтому численность уменьшилась из-за войн с персами. Я не знаю, брат, я тебе скажу честно, каждый второй, кого не называют, они его разнесли на Надиршаха мы разнесли. Я реально, честно сказать, если я уже дошел до такой кондиции, что реально надо посмотреть у персидских, как говорится, историков, что же там было такое, что Надиршаха разнесли все, кому там не лень.
как говорится. Кстати, Баулой тоже есть у нас в селе. Баулой тоже есть. Поэтому, кого не скажи, все его разнесли. Ну, честно сказать, вроде бы это не какой-то такой уличный шпана, чтобы его все разносили. Вот, ну, говорят-то говорят. Может, наверное, потому что его разнесли и все, как говорится, приписываются к этому. Реальность нужно узнать. Не, нам не надо никого разносить. Мы не являлись вотчиной персов. И персы добирались ли до наших земель, я очень сильно сомневаюсь. Хотя, честно сказать, к границам к нашим они подошли. Поскольку как раз-таки Шахмурза Окотский как раз-таки об этом говорит. Башлам Баулай в каком селе? Ты говоришь, 5 кило. 5 кило есть Баулай. Тейп Баулай. Если я не ошибаюсь, были там Баулай. Однозначно есть там Баулай. Хаккой там тоже есть. Вот Пхамто есть, нет, не знаю. Чертуай, Цуантруай, Хуай, Кей, Мушхуай, Алгай, Кей Элерес. И кто-то из братьев задонатил. Башлам, в каком районе больше всего башен? Это брат Русланбек задонатил. Русланбек, Аллах, да, Сайо, Аданата, да, Духуахуа. Ассаламу алейкум. Что скажешь насчет ауха? Насчет ауха скажу, что да, аух будет таким, каким он был, восстановленным. И вот адварзар душадик да, юрча, данис нурю, хильчек да лурю. Хорошо, Мурад, я посмотрю, скинь. Что я хотел еще сказать? Что здесь какой-то вопрос был? Больше всего башен, да. Больше всего башен на Чонгруа L3. Чонгруа не является Сюрей. Я вам хочу сразу, чтобы вы знали. Салуэ Бойсу, но пока я не дошел как бы до него. А что касается больше всего башен, вы так и не дали мне ответить. Больше всего башен считается, вот, что у нас они в Галанчожском, Итумкалинском, Шатойском, Шаройском. Вот в этих районах больше всего башен, если я не ошибаюсь. Башландерес, Мансур Дерез, Масан Хил, ничего, еще много нового узнаете. Мужахой выходцы из мужского села Мужган, не трогайте Алла, и вас не тронут. Во-первых, нас и так никто не тронет. Мушхуай, я говорю за Чеченскую республику. Что там у вас в Ингушетии, меня абсолютно это не касается и не волнует. Мушхуай чисто Нохчитайп до Нохчибу. Худуицасу, Мужган, где там находится, если он находится сегодня, он находится в Ингушетии, ладно, мир вам и добра. Надо запустить марку боксерские груши и назвать на Дершах. Пригородный Хамацяхуай, Уайг, Хаюш, Вайвежриба. Пригородный район Хаях Бартхалбешбар. Сюли, что значит? Сюли обозначает аварец. Башлам пусть просит Даги с тех, кто себя считает победителем на Дершах. Берткелер, Баулова фамилия. Хайхум. Дела, вешик хат езас. Канас эрем бомоша. Кансу юрт ловишу. Да, хаусер докой, сэр фамилия. Баулова будем хасун тебя. Баулова, ve gerger boş bölmeye çok sığ. Ну, не, я говорю, может быть, я Хасун, Оша.
Черхо, я знаю, может у них есть отдельно мужган. Наверное, у них есть отдельно. Я про наш говорю, про них не знаю. Я, может, дублируется, из-за этого сказал. Вейнигам юихарсу. Ицелцем, вей доча яриш. Мужской, насколько я знаю, они орской. И отсюда что говорят там ингуши, это не важно. Ингуши вообще никаким образом не касаются, не граничат ни с ними, ни с кем угодно. Сюля есть Сюля, это название, не больше, не меньше. Поэтому башлам, волях, етим, жима. И черхот. Азим нормально, шуншейн цайз, уже чуть-чуть лучше. Уже лучше, братья. Потихоньку иду на поправку. ДРС, хилхахтарна. Скоро время рыбалки. Я должен быть здоровым. Рыбалка скоро, съемки, в горы должен поехать. И Тумкалинский, Галанчевский район. Я должен заснять видео, показать вам родовые башни, места нашего народа. Поэтому не болеть некогда. Вот. Конечно, по мере возможности, как я буду, если у меня с финансами будет получаться, я чаще буду ездить в горы. Если не получится, ну, значит, будем писать книги, имеется в виду, статьи писать, ролики делать. Вот. Конечно, здесь сильно не разгонишься, уже фактически Марха Бухтбу. Да, конечно, да, машаллах, ДРС Хэл Бапу. ДРС Хэл. Не гастроли ваши, а там в зависимости от финансовой ситуации, я, конечно, вот. Но в этом году надеюсь, что уже пойдет спад по коронавирусу. Надо поехать в Грузию. Уже давно собирался в Грузию поехать, но никак не получалось. В этом году, надеюсь, получится. Поедем, посмотрим, проверим, где что, по мере возможности, конечно. Ауховец, Вала, я-то не переживаю, каждый год какие-то надежды. Хирдая цартиш, Бог. Очень сильно надеюсь, ты исчез на экране. Не знаю. Я вроде бы есть. Ой, освободилась, бяхмобилась. Меня видно? Слышно, видно? Ау, братья, сестры. Ассаламу алейкум, брат.
Борз Борзаевсом, даху. М, Это ко мне, конечно, не имеет никакого отношения. Такую, такую. Надеюсь, что... Так. Жалей. Видно, слышно. Все. Я с вами. Я опять связю. Да, конечно. Да, такого ДНК, как говорится. Это L3, это Q. Поэтому говорить, что вот эти гаплогруппы, которые состоят из L3 или Q, вообще к силе не имеет никакого значения. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Башлам, ты знаешь что-либо про сражение, прошедшее где-то в районе Дербента с исламской армией из 3000 воинов, и против них выступали объединенная Северо-Кавказская армия? Ну, не объединенная Северо-Кавказская армия против них выступала. Я знаю, о чем ты говоришь. Если ты говоришь именно во времена, когда ислам распространялся, это во времена еще Умар бин Хаттаба, против нее объединенная Северо-Кавказская армия, как ты называешь, это была армия Хазарского каганата. Хотя, в принципе, если по-другому сказать, это и есть. Вот. Да, я не могу сказать 3000 их было или сколько, но то, что они воевали против арабского халифата, и вначале, причем преимущественно, неплохо воевали, хорошо или плохо, нравится нам это или не нравится, но факт остается фактом. Дело в том, что государство Хазарский каганат было очень мощное, и все вот так называемые дочерние компании, их государства, маленькие карликовые государства, которые входили в состав Хазарского каганата и которые проиграли ему, они обязаны были выставлять при военных каких-то походах определенное количество войск. И они выставляли их. И само собой в этом хазарской армии, которые представляют непосредственно, проиграли Аланское царство, Аланы предоставляли, по разным данным там говорят, от 2 до 12, то ли до 12 тысяч, как говорится, Туркоев Омар Воша. На моей главной странице есть номер сбербанковской карты. Берешь на него и отправляешь, если ты в России. Если ты за границей, то есть платежная система PayPal. Через него отправляешь, и донат доходит. Других вариантов, как говорится, нету, которые бы дошли. У меня было и Киви, но Киви брали огромный процент, поэтому я от него избавился, не было смысла. Поэтому вот как-то так. И в Хазарском каганате за них выступали аланы. Аланское царство выставляло туда от 2 до 12 тысяч своих воинов. Кто-то говорит, что это была конница, кто-то говорит там по-разному, но фактически остается, что это была конница, насколько мне известно. Эта конница, и в этой коннице, когда я разговаривал с профессором, точнее, с кандидатом исторических наук, с Хизрием Хаджи Ахмедовичем, он говорил, что как раз-таки большинство представителей из этих касты воинов были именно навчи, которые входили в состав Аланского царства, и что они воевали против арабского халифата. Нравится нам, не нравится, но в этих войнах мы выступали. Кстати, кроме нас, все, кто входил в этот состав, тоже выступали. Были ли в то время здесь тюрки, сказать я не могу. Имеется в виду, были ли там кумыки, я не могу сказать. Хотя они говорят, что большая часть хазарского каганата, якобы, что нижняя часть вот именно хазаров, что это якобы были сами кумыки. Я не могу сказать этого. Это так, это или нет, потому что некоторые предпочитают говорить, что именно с Тамерланом прибыли они. А они сами утверждают, что чуть раньше. Аллаху алям, я в этих, честно сказать, нашей кавказской истории тут черт ногу сломит. Почему? Потому что
очень много. Вот я вот буквально Мурад вот Багдаев, когда мы разговаривали, я ему сказал, каждый второй, кого я знаю, какую бы ты нацию ни назвал, более или менее большую, единственное, кроме нагайцев. Нагайцы еще не говорили, что они Надиршаху там дали Тумаков. Остальные все, кто бы со мной переписку не вел, мы прогнали Надиршаха, мы убили, прогнали, пинков надавали. Каждая вторая нация говорит. Я не знаю, честно сказать, кто уже, потому что нету доверия. По сути своей, когда мы говорим о могущественных каких-то государствах, когда мы говорим о могущественном ханстве и так далее и тому подобное, сам титул хан присутствовать на Кавказе не может, потому что на Кавказе не было ханов. То есть хан и вот эти титулы ханов, это все пришлое, это иноземное, это не наше, чтобы вы понимали. То есть это не автохтонные народы не могут быть ханами. Понимаете? Вот о чем я говорю. И этот титул, это извне принесенное на Кавказ. Да, они завоевали, они осели здесь, но это извне. Вот. И каждый второй человек, который говорит, алейкум салам, каждый второй, кто говорит, там то ли прогнал, то ли... Вы должны понимать, если у вас есть хотя бы маломальское образование. Когда люди говорят, что у нас была 100-тысячная армия, у нас были там хорезмы, шахи были и так далее и тому подобное. Это очень сложно. Ты поднимаешься в горы, там нету никаких огромных царств, нету строений, коммуникаций нету. Что за царство, что за ханство, где нету элементарного даже просто-напросто возможности жить. Как там существовала 100-тысячная армия? Какие казармы? О чем речь вообще, когда какой-то каменный век вообще ничто из себя не представляли? Вы понимаете, Великая Османская империя, она оставила после себя наследие. Осман оставил там, вне всякого, без сомнения. Древняя Римская империя оставила после себя огромное наследие. И они до сих пор есть. Британская империя оставила. Ну, флаг с ним. Даже монголы после себя оставили что-то. Имеется в виду свой образ жизни, свою культуру и так далее и тому подобное. То есть это можно доказать. Те же государства, которые были на Кавказе, ну, кроме Кавказской Албании, это неотрицаемый факт. Алания, которая сейчас очень сомнительна, и каждый тянет, я Алан, каждый второй, карачаевцы, балкарцы, осетины, ингуши, чеченцы, все говорят, мы Аланы. Вот каждый второй Алан. Вот. Знает, что было Аланское царство, знают примерно географическое его расположение, но вот как одно из сильных государств на Кавказе было Аланское царство, и пытаются его к себе притянуть. Нохчи, конечно, до последнего этого не делали, но, к сожалению, когда начали находить такие огромные захоронения на территории Нохчича, мягко убило, что у меня здесь этот нос, как вы видите, да, я заболел и не лучшим образом выглядит. Все время его трогаю. Так вот, Аланское царство, Хазарский каганат. Вот говорят Хазарский каганат, говорят, что это вот место Астрахани. Говорят, вот говорят. Но вот огромные захоронения, вы должны понимать, когда могущественное государство существовало 300 лет, но невозможно не построить огромный город или что-либо существовать в могущественной какой-то империи или государстве. Я этого не понимаю. Я реально этого не понимаю. Есть империи, которые оставили после себя наследие, а есть, которые просто болтают, но не могут ничего доказать. О каких целях? Вот мы великие войны, мы великие. Ты не знаешь, то ли ты авар, которые являются монголоидной расой, а монголоидная раса это в любом случае пришлый народ. Монголы пришлый народ на Кавказе. То ли ты аварец, и произошло твое имя от слова, от имени, там, авар, хан или так далее и тому подобное.
которые относят себя тоже к автохтонным народам. И ты должен выбрать. Если ты хочешь великую историю, то ты монгол. Если ты хочешь быть автохтонным, то ты должен быть обычным маленьким народом кавказским, который здесь был. Поэтому нужно понимать это. Упрекают, у нас Сарир было, у нас это было, у нас то было. Окей, было государство. Ну и где оно? Что от него осталось? Кто его сжег? Кто его разграбил? Где эти великие находки археологические? Да, какие-то вещи, захоронения, могильники, различные сарматские, скифские, там, хазарские будут находить на нашей территории. Будут. Но это снова же, какое мы имеем право это все к себе притягивать. В том числе и ногчи, мне без разницы. Вы поймете, о чем я говорю вот, после моего поста. Сегодня я должен был бы сделать 2 поста хороших, касающихся археологии. Вот. Но это уже, как говорится, надо смотреть, надо проверять. Вот такая вот ситуация. Так. Так, что за фотография? Вот братья дедойцы, молодцы. В последнее время очень активно скидывают информацию, разную информацию. И реально очень интересные многие вещи скидывают дедойцы. Огромное им за это, конечно, спасибо. Мурат, уж поверь, чеченцам плевать на всех. Но чеченцы не говорят, что они алланы. Мы просто... Чеченцы вообще, ногчи, хотят быть только теми, кем они есть. А Нашха Башлам не претендует на город древности. Нашха это не город. Нашха это местность. У нас полюсов таковых нету. Пошла, у нас в республике история тейпов. Истории тейпов не знаю, но их называют этнографами. Этнографы есть, но боюсь, что вам не понравится. Есть люди, которые защитились по этнографии, но, к сожалению, он очень сильно дискредитирован сегодня в интернет-пространстве. Как бы я не хотел этого. Но есть, да, конечно, есть всегда, кто занимается историями тейпов. Тема с Урарту, конечно, тоже еще не закончена. Мы над ней еще будем работать до ума. Основной канал это какой? Не могу найти. Основной канал чего? Туркоев Умар. Башенных комплексы там разные. Борзали и Зандакские. Что авары потомки Атиллы. Ну, блин, не знаю. Был ли Атилла монголом, я очень сильно сомневаюсь. Честно вам скажу. Ну, само собой, турецкие историки, конечно, скажут, что все, если турецкие историки утверждают, что имам Шамиль был турком, то уже что говорить дальше? Дальше уже говорить нечего. Привет, Танюш, привет. Приветствую тебя. Это, вы знаете, гунны, хунны, да. Вы знаете, что самое интересное? Самое интересное то, что, как говорится,
Все хотят себе взять победителя. Все хотят. То есть человека, который чего-то, вот как бы говорится, победил. Это, между прочим, не только у нас. Я еще когда учился в университете, на историческом факультете, я часто выезжал на всякие олимпиады. Вот ездил в Мордову, в Саранск ездил на олимпиаду, во Владикавказ ездил на олимпиаду, и ездил вот так, в Нижнем Новгороде был, в Питере был. А, И мы, когда начинали говорить, и каждый, куда бы ты ни поехал, они начинали свою версию, свою гипотезу выставлять и возвышать. Я помню, у нас была очень... Уша, я честно сказать тебе, давай тебе так скажу. Если ты хочешь, Айла Бела, сейчас смотри. Давай сделаем вот как тебе. Сейчас я тебе скажу. Смотри. Омар, для тебя. Я напишу комментарий. 42, 76, 600, 6000 точнее. 29, 860, 860, 29, 860, 4, 4, 8, 427, 66, 3 нуля, 298, 604, 48. Вот. Омар, вот тебе я отправил. Вот это номер, на который обычно отправляют, кто сколько может задонатить. Вот. И Танюша задонатила. Танюша, огромное спасибо тебе за донат. Ты, как всегда, выручаешь, заботишься о своем друге. Спасибочка тебе большое за всю твою семью, за сына, за дочь, чтобы все у вас всегда было хорошо. Маршо Калуга. Надеюсь, вот, чтобы... теперь я научился. Хайбах, так, дальше, что у нас? Ну их древних завоевать. Древняя история, между прочим, очень интересная. Она очень интересная, реально. Она интересна тем, что еще не изучена до конца. Это, конечно, очень важно. Да, я вот как раз-таки рассказывал. И у нас появился спор. Половина людей у нас поделились, что от чего вообще пошла российская история. От варягов, которые так называемые, которые появились, викинги, потомки викингов. Скандинавская версия, что вообще история России пошла от варягов, которые были скандинавами. Вот. А российская версия, что Сириус, Тровор и Рюрик, они были все-таки князьями новгородскими, они были русскими, якобы, но северные русские были. И вот эти вот дебаты, споры, и до сих пор, уже прошло столько лет, официальная история делится на две части, российская история. Поэтому ничего удивительного нету, то, что у нас оно то же самое может быть, что у нас тоже делится, как говорится, на две части, на три части. Ничего удивительного. Просто я прошу наших подписчиков и наших братьев и сестер не брать на себя некоторые... Ильяс задонатил, Ильяс доставил, а донат тогда духуахуа.
А, Рассказы, которые там, часовые рассказы о том, что первые ночи там появились якобы с области Дуная, там, или другие рассказывали, что появились от Волги, там, оттуда появились, и что оттуда вот сюда пришли. Ну, блин, я, честно сказать, вот таких сказок я не могу. Это реально вот какая-то нарнийская болезнь, которой заболели. Когда ты спрашиваешь, откуда достоверный источник, кто тебе сказал, где они появились, э, я, честно сказать, не могу никак понять. Юсуп, Усуп, Юсуп задонатил, Юсуп дал савил, Хаданат дал Духуахуа. Мне, конечно, они немножко непонятно. Но одно дело, когда ты говоришь, рассказываешь, что э, чем-то обосновывая можешь доказать все это. А просто так наобум выкидывать и считать после этого, говорить там, у нас великая история. Но как ты можешь быть пришлым степняком и указывать автохтонному народу о великой какой-то истории? Бред, конечно же, бред. Само собой бред. Люди, которые не знают, что такое водопровод, начинают рассказывать чеченцам и говорить, вот мы в Нохче нам платили дань. Ну как тебе они платили дань? За что? Тебя как народа не было, когда у Нохчи были и водопроводные, и глиняные, там, керамические трубы были и так далее и тому подобное. Начиная от Шароя и заканчивая до Гудермесским районом, нынешним Гудермесским районом. А Сержинюрт я вообще не беру. Это просто клондайк Нохчи народа. То, что найдено в Сержинюрте, оно до сих пор с советских времен таких, говорят, этих артефактов исторических фактически нигде не найдено. Поэтому, конечно же, э, очень сложно и трудно опираться на таких людей, которые пытаются исказить и поменять суровую реальность. История вещь, конечно, очень сложная, но еще со времен моего студенчества э, был, есть разные источники, ну, допустим, Карамзин, Соловьев и Гумилев. Вот у Гумилева, э, хотя вот и его как бы наш преподаватель давал нам свободу действия, вот мнение, когда рассказывали о том, что татаро-монгол там мы наказали, и так далее, и тому подобное, он рассказывал о том, что как можно наказать татаров или кого угодно, когда фактически без малого 280 или 300 лет находиться под влиянием тех же татаро-монгол. Мало того, были моменты, когда одно княжество воевало против другого княжества, русского княжества, русские, само собой, князья, ради того, чтобы их назначили сборщиком налогов для там, татаро-монгол. Поэтому истории, конечно, много всякого. И сегодня утверждать кто-то лучше, кто-то хуже нельзя. Я думаю, поэтому многие достойные люди не передергивают и пытаются, наоборот, найти какие-то общие знаменатели. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Так и живем, как говорится. Так, я так понял, что вы хотите немножко отдохнуть, но прежде чем уйти, хотел вам кое-что показать.
То, что мне сегодня очень сильно понравилось. Понравилось вот сегодня старое интервью. Вот. Что-то хотел показать вам. Да, звука нету, честно сказать. Звук, конечно, не могу никак найти. Хотел показать кое-что. Не тот карман, не тот карман. Хотел что-то показать, но куда же я его дел? Куда я его дел? Хотел показать кое-что, а тут жалко, конечно. Ага. Так, постараюсь. Да что ж такое-то, а? Алейкум салам. Нет, почему? Не опоздал еще пока. Нет, надо было мне ставку делать. Але, не поставил я. Звука нет. Это плохо. А меня так слышно вообще? Раз, два, три, четыре, пять. Я бюрс элехт. Меня слышно? Меня слышно, да? Ну, понятно, короче. Это да. Это да. Ладно. Что-то не так. Ну вот. Надо было поставить. Надо было поставить. Возможно, мы бы поставили что-нибудь, выиграли. Там вообще шатал. Так что вы хотели спросить-то? Я так и не понял.
Спрашивайте, задавайте вопросы, чтобы вы не говорили, слышно. Походу, не знаю, я не спрашивал, в войнах или нет. Расул, канал «Войнах», канал, на мой взгляд, делает добро во имя зла. Очень много подводных камней, кому говорю против ночи. Это же наша Лариска. О, Лариска сосиска. Есть ли новые находки, связанные с нашей историей? Сегодня точнее, скинул один брат. Сейчас постараюсь посмотреть, здесь ли они. Нет, увы, к сожалению, они не на этом телефоне у меня. Да, я хотел вам показать кое-что сейчас. Сейчас мы это отправим все. Но чтобы вы знали. Так. А меня слышно нормально, видно нормально, да? Слышно нормально, видно нормально. Ага. Так. Хотел вам показать кое-что. Смотрите. Находки, которые были сделаны у нас. Но вы можете не поверить, но это очень древние артефакты, которые найдены. Это кабанское, относятся вот эти маленькие тотемы, относятся к кабанской культуре. Нашли на нашей территории. Угу. Чтобы вы понимали, что все, что я вам показал, это найдено в центральной части нашей Родины, Нохчичуя. Вот. Это они относятся к кабанской культуре и очень-очень считаются древними. Вот. Чтобы вы понимали. Особо мне интересно показалось вот это. Маленькое, чтобы головной убор, шапка. Это, конечно,
Это человек, это не баран. Хватит уже говорить. Чушь. Так, сейчас я вам еще покажу кое-что. Ну, это... Астон Баци. Сейчас я вам постараюсь показать кое-что, что мне сегодня прислали. Сейчас, подождите немножко. Не все так просто. Самое интересное, что все скидывают мне и анонимно, само собой, спрашивают у меня сумму, сколько это стоит. Как будто я занимаюсь продажей исторических артефактов. Я, конечно же, не занимаюсь продажей, чтобы вы знали, историческими артефактами, тем более продажей. Сейчас. Есть ли в эфире кто-нибудь? Если есть... Так. Так, давайте я сделаю вот как. Ага. Вот так вот, да? Смотрите. В любом случае, этот меч со времен Тамерлана как минимум. Это не мечи последнего образца. Это не мечи последнего образца, как вы видите. Я думаю, что это именно мечи времен Тамерлана. Меч со времен Тамерлана. Вот. Вот такие вот артефакты, которые или переходили по наследству, или же были найдены. Вот так вот, как вы видите. Такие вещи вот. Вот так вот. Нравится вам или нет.
Да, это Макар. Вот именно что военный геоиз, что найдено на нашей территории, но меч очень уверенностью могу сказать, я знаю, какие были мечи 18-19 века, он не относится ни к 18, ни к 19 веку. Особенно такого рода э, мечи в редких случаях у нас бывают. Поэтому, Альсаков, ты хочешь, чтобы я отсюда потихоньку выдворил или что, я не знаю. Башла. В Википедии написано, что к кабанской культуре относятся норчи, дагестанцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы. Про кабанскую культуру я обязательно сделаю статью. Вот. Она называется еще Харачоева. Кабанская. Да, да. Я и говорю, Захар, что это как минимум 14-15 век. Как минимум 14-15 век. Да, Магас на территории Нохчучу. Ай, на нашей территории. Донатим, братья. Тигр Львович проснулся. Донатим, братья. Дучи и Тигр Львович, походу, один человек. И они, конечно же, походу, или троллят, или реально переживают за это. Не парься, я сам буду. Да, никаких проблем. Я вообще не парюсь. Ты можешь даже не напрягаться, да. Просто сказки, честно сказать, слушать сказки в это время у меня вообще масти нет. Ну, что кабанская культура относится в основном в общей массе нам, в этом никаких сомнений нет. Но она не только к нам относится, но в основном это считается нашей темой. Ну, по этому вопросу, Захат, я, конечно же, могу сказать. И самое интересное, этот парень спрашивает у меня, а я так понял, что этот парень, он спрашивает меня, за сколько можно было бы продать этот меч музею или кому-нибудь. Вот. Очень жалко, что, конечно, такие артефакты, когда ты находишь, что они продаются. Те маленькие фигурки, которые вот такие маленькие тотемные фигурки, они, конечно же, очень тоже важно. Это вот относится к кабанской культуре. Нашли, где главное. Самое интересное, что нашли это в горах, в Шатойских горах. Вот. И это, конечно, очень радует. Что касается Шатоя, по шатойской теме, конечно же, мне звонили по поводу Хаккуа и спрашивали, что некоторые нордийцы начали писать свои сказки и памфлеты о том, что Хаккуай или Пхамтуай или Гаттуай или Саттуай и также вместе с ними типа являются потомками Гаги и так далее и тому подобное. Обязательно, обязательно, Захат, напишу, сделаю, посмотрю, что можно сделать. Других затрагивать я не буду, Захат, только касаемо нас я буду делать, остальные меня как бы не касаются, я только по своим буду, если только вскользь упомяну. Что я хотел еще сказать по тому, что якобы они относятся к ингушам. И в последнее время мне пишут многие братья Молкуай, что их тоже приписали в алейкум салам Тимуру. Написали, что они являются ингушами. Самагат, я Хаккуай, я Молкуай, еще чисто, вы нахчи тайп на что шон. Я قيش قومخ я قيش тайп на хадер тайп хулила дачуш. Хаккуай в основном L3, самые близкие к Хаккуай, это вне всякого сомнения. Это Памтуай, самый близкий. Это Раттуай, это Саттуай.
Это есть часть Ваштрой и Варендой. Вот эти вот 4, это вот анклав, которые однозначно близко родственные все. Они как минимум все вместе. И этот кластер намного ближе, и в основе своей L3 является чисто чеченским. Нохчи к гаплогруппе относятся в основном. Вот. Что я еще хотел сказать? Последние 4 биг-теста, которые сдали, показывают, что именно Хаккой, как минимум, 1300-1500 лет находится на этой территории. И от того, что они откуда-то пришли, или район, или регион переселения не наблюдается даже в тех же ДНК-тестах. Поэтому ни Хаккой, ни Пхамтой абсолютно не стоит переживать, что их приписывают. Это чисто шатойский кластер, это чисто Нахчи кластер, это шубуты, называемые так называемые шубутский тухум, относящийся к чеченскому народу. Поэтому за это переживать не надо. Так, Мулпац Нохчи Бусенена, да, Мулпац Нохчи этому роду 45-50 тысяч лет. Это какому же роду 45-50 тысяч лет, я не знаю. Вот. Мус Халуай Уарской Тухум Чубуш. Ой, Баслам Дейла, Нохчи Суханца, я сейчас не вспомню тебе так сразу, как с наскока, как говорится. Вот. Что тут еще? Сегодня в гости так и никто не пришел у нас, так и в прямой эфир не показал себя. Хотя 3 человека я пригласил тому самому. Ну да, Тигр Лович. Есть такое дело. Конечно же, есть такое дело. Ну, пока, по крайней мере, с вами я разговариваю, еще не отключился. Я хочу себе приготовить четкий кофе. Мои дорогие, дорогущие подписчики, братья. Ой, не тот карман. 2000 лет тому назад, равно древно. Вы этими годами разбрасываетесь, я не знаю как. Разбрасываетесь этими цифрами, как будто бы, я не знаю, кофе пей только натурально. Вообще, натурального кофе нету, у меня вообще никакого кофе нету. Веришь? У меня сейчас я тебе покажу, что есть. Смотри. Есть вот такой чай с лимоном. Это с лимоном. Есть азер-чай. Подожди, вот так покажу тебе. Зеленый. Азер-чай, зеленый чай. Есть азер-чай манго. Азер-чай манго есть. Есть МК-чай. Потом у меня есть нури-чай. Потом у меня есть Гринфилд чай. Чай у меня есть. Кофе нема, к сожалению. Нету кофе, братан. Натурального кофе тоже нету. Вот. Мне обещали, но, к сожалению, посылка то ли из-за коронавируса. Да нет, Захар, если бы мне за рекламу платили, я бы много каких вещей бы сделал, братан. Но рекламы, заказы на рекламу пошли сейчас. Как пошли, по крайней мере. Все как всегда. Все просят подешевле. Все просят как можно дешевле. Но на безрыбье рак рыба, как говорится. На официальную страницу рекламу я не делаю. Сторис
закидываю, если есть. Так что какие-то юридические, не юридические консультации и так далее и тому подобное тоже делаю. Если нужна будет реклама, заказывайте. Вот это будет намного проще, конечно. Тимур, Лоша, хороший кофе, самый хороший кофе, который я попробовал в Саудовской Аравии. Я кофе сказал? Чай хотел сказать, видать. Уже значит все плохо, если я начал путать слова. Я обычно кофе пил, поэтому говорю. Да, Тигр Лович, стареем, стареем, да. Что я хотел сказать? В Саудовской Аравии я попробовал зеленый кофе. Это очень такая бомбовская вещь. К сожалению, как я приехал домой, так я больше его не нашел. Вот это был настоящий кофе. А остальное это разбавимое такое, как говорится. Так что, Тигр Львович, прошу не обижаться. Я понимаю, ты у нас мастер, ты и Марша у нас мастера кого-либо всегда прикопаться, подшутить, увести. Маршу вообще любителя всех там нормальных сестер. Зеленый кофе ты можешь заказать. Захар, возможно, могу, не знаю. Наверное, я, честно сказать, ничего не заказывал, потому что обычно мои заказы редко доходят. Но я хочу сказать, что мне он понравился очень. Так. Вот так и живем, Башлам. Что это за номер? Адамович, это номер... У меня брат один здесь спрашивал, как задонатить, куда задонатить. Это номер, на который отправляют донат. Вот я его закинул сегодня, чтобы было проще, если кто хочет задонатить, чтобы можно было донат отправить. Вот этот номер. Не телефонный номер, как понятно. Это вот для доната. Я понимаю, что сейчас Тигр и Маршал сейчас начнут опять свои острые, хлесткие, остроумные подколы, но они, конечно, не имеют под собой обоснования. Скоро будет четкое время. Весна — это мое время. Весна, время, когда все, поставил чаек на корешок. Ой, машаллах. Так и живем. Ну, смотрите, до конца, как настоящие воины, братья, не покинули меня 50-53 человека. Несет еще бред или нет. Абадян судится пока. На него столько уже дел заведено, что уже его до сих пор вроде бы по книге Башлам. Это все Тигра тебя пытается колоть. Я тут вообще ни при чем. Ну, пускай подкалывает. Каждому свое. Тигр
или маршал был у меня, он знает, насколько у меня и как у меня обстановка, так что ты тоже можешь приехать ко мне в гости, зайти. Если я хоть в одном своем слове тебя обманул, ты можешь после этого сказать, что вот он нечестный. Вот этот человек обманывает. А так, я же что есть? Правда есть правда. Башлам. Есть пару умников в чате, которые прикалываются. В блок лучше кидают. Расул Шатой, Ваша, ты не переживай. Эти умники на уровне только вот этих двух пальцев. Если они хотят поговорить об истории, этнографии, географии, что-либо, они могут просто-напросто зайти ко мне и просто поговорить со мной, спросить что-то. Если я не отвечу так, Шамхан Сираждеевич задонатил, Шамхан, Аллах, да асадуэла, доната, да духвахуэла. Ва алейкум салам. Если вдруг я их обманул или что-либо другое, то это уже в дальнейшем будут знать все. Но я хочу сказать об одном. Есть вещи, которые я могу забыть. Все-таки 5 операций сделали. И все эти операции общий наркоз. Да, у людей, которым делали общие наркозы, память становится не такая сильная, как она была в студенческие годы. Само собой, есть некоторые моменты, которые я забываю, но во время процесса исторического, там, истории, когда рассказываешь, детали сами по себе всплывают в голове. Или же, если я не вспоминаю, я говорю, я перепроверю, посмотрю и обязательно вам отвечу по вопросам истории. Многие до сих пор не верят, не знают, говорят, доказать, чтобы я доказал, показал свой диплом. Рам Хельсинг. Мархаба, та, люди обычно, да, хотят вечером, когда уже марха, дестимпарат, ашена, диструльше, обычно любят вот в это время до утреннего намаза, любят посидеть, чтобы эфиры были. По мере возможности. Мархаба, та, у меня всегда бой мат, сразу, без всякого предупреждения, в блок человека. Никакие фитнес, имеется в виду никакого мата, никакого оскорбления вот в таком формате. Мархабата не допускается, и это, конечно же, не будет проходить. Подколоть историка может каждый, что происходит после этого. Историю умалчивать. Ауховец, брат, я могу тебе сказать вот как. По поводу истории. У меня еще очень много материала по Ауховскому району, я их дал, потихоньку буду делать. Я иногда немножко обижаюсь на ауховцев, но в принципе это мой народ, и я долго не могу на них обидеться. Почему я обижаюсь, я могу обосновать. Очень пассивный народ. Очень пассивный тем, что вот, когда ты даже пытаешься делать что-то башлам авир сурт хай адрес в личку я это просто он директ чу сюрцаточку байте циги дайта и хатар да лавашим осок даю это ремоша. Очень сильно разочаровывает в том, что даже ты, когда делаешь что-то хорошее, Адамович, Ваша, я говорю уже после Ламазов, Амал, там, после всего, когда люди отдыхают, Баунс, Адамович. Не забывайте, что у меня пятница, суббота, воскресенье, иногда воскресенье эти 3 дня бывают. Я не делаю эфиры каждый день. Каждый день эфиры мы делали, когда был коронавирус и когда все сидели дома. А так я не делаю, я никому не мешаю. Я амалшу перба харч вашу. А свежрич, о, ды хардошига, не думайте плохо там, ассауоник, ди призывать лишь, ди дачун, ойга дачун, и он дагаться да нашуды. Иштхал душун. Разочарования нету как такового, и материала очень много, да, и еще будет больше материала по Ауховскому району. Ну, тажимос актив езерсон, чтобы активные были ауховские братья. Актив кезхол, мосовицами.
Ваша температуры нету. Сейчас. Адам, дересхил, Аллах да сидва. Температуры нету, Адам. Ой, надам, у меня просто-напросто. Я уже вылечился, в принципе. У меня нос заложено чуть-чуть было, я проветрился. У меня как таковой кайцом у алхум да церса. Адам, Аллах да сидва. Да, луквахва. А так, что с этой болезнью шутить нельзя, я знаю, не допускаю и не допущу этого. Да. Это не трофей, сейчас я покажу. Тигр Львович, ты же у нас любишь все смотреть. Это я тебе хочу показать. Так, все, валил. Это вот такой вот мех. Он тут еще подлиннее, но я его подкрутил. Это вот такой барашек. Большой такой. Для спины. Овчуашило ее, поэтому это не трофей. Это вот шкурка. Пошла вита, субай. Сумацу, вита, цевита, молодежь. Ты сам прикопался ко мне. Сокочевая, наставь меня в покое бушу. Дересхел. И только я начинаю об ауховцах говорить. Купил его еще, когда у меня был Мерседес. То есть C-класс Мерседес у меня был. Он его мне подарил. С тех пор я очень бережно отношусь к своим вещам. Вот. Я его храню, берегу. И зимой он мне очень помогает. Вот. Камеры, камеры. Камеры дикмашаню. Особенно цене учена. Вот так вот. Так. Вот так вот как-то так и живем. Как говорится. Да. Температура мяцеровой, да. Так. Да, вот. И скоро я, по крайней мере, заказал у нашего Альча, у моего друга, немножко материала по Междуречью. Более материал, который нигде не публиковался, который есть в архивах российских. Я вот заказал у него их. Заказал указы, просьбы всех князей, шамхалов, беков, ханов, всех без исключения, какой национальности, кто просил разрешения у российского царя или у императора разрешение на то, чтобы использовать чеченские земли, то есть чтобы их отдали им в попечительство.
поскольку чеченцы сами добровольно не входили, они воевали, и само собой им часто приходилось отходить в горную лесистую часть, то есть уходили в горы, где были недоступны их семьи. А плоскостные плодородные земли всегда, само собой, с помощью царской российской власти и армии передавались различным ханам, шамхалам, нуцелам, хамуцелам, бекам и так далее и тому подобное. Потому что за ними, как всегда, то есть российская армия воевала, зачищала, уничтожала, в том числе и наш народ, в те Кавказскую войну. На эти пустые земли, само собой, всегда были люди, которые имели, не имея своих плодородных земель, просили, чтобы эти земли были переданы им. И обещали, божились, клялись царским императором, падишахом. Два документа я уже опубликовал. Вы видели это. Это земли Окотские, точнее Ауховские. Это Ауховские земли, где просит разрешение Тарковский, просит Адильгерей Тарковский, если я не ошибаюсь, на земли Ауховские, чтобы на этих землях ему дали право и передали их ему по, как говорится, для управления. Такая же бумага есть аварских ханов, нацалов или ханов, как там, князей, которые просят предгорные земли чеченцев недалеко от урочища Чечен-Тала, то есть где находится современное Ханкальское ущелье, и недалеко от Ханкальского ущелья, в том легендарном месте, где происходила битва между Каплангереями и чеченскими нахчийскими воинами. Вот это урочище, в котором, само собой, не принадлежало ни царской России, не принадлежало ни аварцам. Пришли первые царская Россия, против которой воевать партизанские войны вели чеченцы, новчи, потом уходя, само собой, уже более предгорную часть. Но эти земли и местности реки Аргун, Сунжа в этом промежутке всегда были заселены, подселены терские казаки для того, чтобы они воевали против чеченского народа. И по этому документу, когда аварский хан якобы гулял там или что-либо он там делал, скакал, охотился, забрел в эти земли, на которые есть там табличка, где было написано, что это поляна Чачан-Тала. То есть он на этой местности. Да, Уховец, я это очень сильно знаю, поверь мне. И он после того, как в этой местности увидел, его казаки порубили, он от них сбежал, поселился под Кизляром. И вот когда он прожил почти год под Кизляром и направил письмо, любезнейший падишах, я прошу тебя выделить ему земли и так далее и тому подобное. Это официальный документ, и он тоже опубликован. Вот. Дальше. Ну, вот такие документы, по крайней мере, запрос у нас есть. Посмотрим, что он мне скажет по сумме, если Ахчанцани, если он найдет хорошие документы, Ахчанцани, запрос получится, мы выкупим и обязательно опубликуем. Слушаю сейчас и поражаюсь. В Кабарде тоже откуда были изгнаны люди, заселились с соседями. Все одно и то же. Не удивляюсь, Ваша. Не удивляюсь. Башлам, мы сами в школах, в шоках, в Аухе тоже все разобщены и малоактивны. А если кто-то что-то пытается, значит, сразу свои же его топят и критикуют. В этом и большая проблема. В этом проблема. У нас нету своих кого-то. Своих мы топим, а чужих поднимаем или же унижаем. Это бич нашего народа. Я не знаю, каким образом мы и будет ли человек, который все-таки всех удовлетворит и всех приведет к тому, чтобы мы были одним единым целым. Личные амбиции, личные какие-то свои. Нету вот этого
Вейхум дуй, вейхум. Наше государство, наша родина, элдухум дацплай. У нас этот гребаный индивидуализм, который засел в наших словах, вот это нам мешает. О, Зелимхан, Ошаму, король Мерседесов, Людвиг и Нуцелхан Аверстана скоро должны бой провести. Да, это уже Башлам. Хайв Харвай или Хай Харвай есть такой. Хай Харвай тейп есть. Хай Харвай все есть. А вот к кому они относятся? Они разве... Они, кажется, относятся к Орствой. Это относится к Орству. Захат. Это ничего такого, в принципе, нету. Конный пеший поход. Собрались братья, чеченцы. Заодно посетить могилу исторической, легендарной личности Кавказской войны. Байсангур Бойсхар Бинаевский. Посетить его могилу. Заодно поехать к своим братьям, ауховцам. Приехали они, Ауховский район, к ним погостить. На лошадях, само собой, конный поход, марш или поход, как каждый по-разному. И, видать, они были с флагами Чеченской Республики, но тут, в принципе, ничего нету, эти флаги не запрещены, ничего плохого в этом нету. Но кто-то позвонил, если я не ошибаюсь, мне сообщили так, кто-то позвонил, застукачил, то ли сказал уголовному розыску, я не знаю, то ли кому-либо другому. Они позвонили, после того, как позвонили, приехал угрозыск, и вот произошла этот разговор, который увидели. Чеченцы сделали дуа, побыли там, потом развернулись после того, как закончили и приехали. По разговору некоторых представителей, которые там были, сказали, что представитель этого уголовного розыска попросил прощения, что он был неправ, и вот так они разошлись. Не знаю, насколько это достоверно, но вот так и было. В принципе, такого никогда не было. Если ты едешь в соседний регион, у тебя нету ни оружия, ничего, ты ничего не нарушаешь. Взял флаг, поехал в соседний регион, за это, чтобы там подсылали кого-то или доводить такого, ну это что за кавказское гостеприимство, что за братство, что за мусульманство, я не знаю. Валикум салам, альхамдулиллах, сижу, смету составляю, один тендер выиграл, хаму, массу, макшуй. Ваша Зелимхан, Аллах дал сей дуэла, дал беркат дуэла. Я очень рад, что ты выиграл тендер. Я тебе говорю, валлахи, от всей души я рад, что ты выиграл тендер, и это очень приятно. Я ничего, брат, немножко болею пока, но держусь, не умер еще. Хотя просят и умереть, просят и блог закрыть, просят, и чтобы я стримы не проводил, просят. Все как всегда, братан. Всю фигню, всю ложь мы разоблачаем, заодно публикуем нашу историю, этнографию, географию. Держимся понемножку, конечно. Трудно, но мы держимся, не сдаемся. Несмотря на свои утопические тяжелую финансовую ситуацию, но мы не отказываемся. Да, все ради своего народа, в первую очередь ради Всевышнего и ради своего народа. Башлан Тирва это тейп или током. Тирва, если вы говорите об исторической науке, по исторической науке это тохом. Если вы говорите о действительности, о реальности, то есть нету такого тухума, они все друг другу родня, это один тейп, поэтому это все-таки тейп. Но мы не можем вот сегодня говорить, что это только тейп, а это не тухум, мы не имеем права, поскольку в историографии, этнографии он зафиксирован как тухум. Поэтому, чтобы тебе было понятно, Вольф, они де-факто тейп, а де-юра они тухум. Амин, Ауховис, да, Барцав, Аллах резко, брат, все наладится, иншаллах, да, рез, хунахал, да, духвахва. Очень рад, что хоть у кого-то из наших братьев, тем более у моих подписчиков, хоть что-то наладилось, да, Аллахе там царе. Ассаламу алейкум всем везри, ва алейкум салам от берега до Буру остров Чечи. Ва алейкум салам. Это кто у нас?
Как там тебе, мистер Инг? Послушай, Ажа, мистер Инг, ты не переживаешь, вот ты сейчас третий час ночи, ты зашел, увидел прикрепленную вот снизу номер карты. Вот тебе что, я прошу тебе донатить на этот номер. Я тебе прошу считать или что-либо. Я хоть слово тебе сказал. Ты зашел, оскорбляешь меня, говоришь эти гадости. Ты просто, если ты хочешь, чтобы я тебе заблокировал, просто-напросто скажи что-нибудь. Ну зачем ты вот эти свои гнидовские, свой грязный, поганый рот? Он худу то, что этот номер есть. Я никогда этот номер туда не прикреплял, просто сегодня попросили из-за этого отхлить, если кто захочет задонатить, отхлить это нюансы номер. А ты теперь как баба плачешь, зашел и говоришь. Ты думаешь, я рассказываю историю или географию, или этнографию ради чего? Ради того, чтобы кто-либо задонатил, что ли? Ты просто тупой, необразованный баран. Нет, барана я не буду называть бараном. Это оскорбление для барана быть похожим на тебя. Я вас вообще с вас диву даюсь. Каждый раз один-два человека вы должны зайти. Сегодня ты уже 33-й, который зашел, эту ерунду несете. Ну иди своему Зуртанову, там мы рассказываем, почему вы, когда там кто-то что-то делает, ни слова не говорите. Зайти ко мне и обязательно что-нибудь надо навонять. Что тебе от этого тепло, холодно, я не знаю. А, Еще раз ты вообще что-нибудь напишешь типа такого рода, я тебя заблокирую. Так, Мехтер Маду Хакар, жизни сам я на ее и тарюц Аннадейн. Ладно, где я остановился, о чем я говорил? Что-то я говорил. Я признаю Нохчичу от Буро до острова Чечень. Абсолютно. Я не отказываюсь от этого. Исторически так и было. Ладно, отправлю, дело, Вала, отправлю, зашел, как будто бы, мятер влог осунца, я это инсан сел, блин, плачет он. Это, ну, это яка проблема, яска номер, смула, дела, яска. Все, нету этого номера. Если это, весь вопрос был в том, чтобы убрать этот номер, как будто бы номер дохват на, у меня прямо тут не останавливаясь, как будто у меня сыпятся донаты. То есть всего 58 или 60 человек, и вот плачут люди. Ладно, пускай дальше плачут. Я о чем-то говорил, но о чем тогда забыл я, о чем я говорил. Да и что, Марса? Хотел что-то интересное уже наклевывалось, хотел рассказать и выскочило из головы. А если я вот так, не пафосно, что я пью кофе, который мне подарили на день рождения с личной фоткой, так, как вам? А с другой стороны, мечеть имени пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалам. Так рекламу сделал своей кружки. Но это уже слишком. Да, согласен. Башлам, если ты не вернешь номер обратно, мы отпишемся от тебя. Дела.
Номер нетрудно, конечно, обратно вернуть. Я 42. Захат. Сделаю обязательно. Сделаю. Постараюсь по мере возможности, брат. Пока до туда руки, как говорится, не доходят. Но немножко ограниченная монетизация и все остальное, это не всякого сомнения. Так. Башлам дверью. Папа Ростов. Он может ДРСЛ. Эх, я так жалею, что не поставил. Я же знал, я же говорил, что наша футбольная команда выиграет. Никто не верил мне. Надо было мне поставить. Мардук Нашхо. Я за только, брат. Очень за. С радостью давайте пойдем на рыбалку. Хоть до утра. Назло всем чеченцам задонатили бы лучше пару лямов зелени. Вот бы нам грустно стало сразу. Какой коэффициент? 4 там, или вроде бы 4 сказали, или 5 был коэффициент. То есть, если поставить, если бы даже поставить 1000, можно выиграть было 4000. А как в них верить за все? Верить, Мансур, верить надо всегда. Надежда убирает последний. Надо было поставить, надо было. Да, если бы 10 поставить, можно было полтинник выиграть. Ты что? Полтинник это хорошее, но я бы не поставил. Да? Не, если вы говорите сейчас с точки зрения религии, я знаю, что это неправильно из Сумхашин. Я и не поставил, мы говорим же о каких-то вещах, гипотетических вещах. Невозможно знать. Если бы кто-то знал бы правильный счет, можно было просто 1 000 000 поставить и все. И взять 5 миллионов. Или 4 миллиона. Как вы себе представляете, поставить 1 000 000 на Ахмат, на футбольную команду. Все. И в 4 раза поднять. Надежда и мой компас земной. Ну, видишь, как они поступили. Разгром 5-0. Надо быть отчаянным фанатом.
Да, есть такое дело. Пять ноль считаю вообще космический. Если бы угадать счет, это вообще. ДРС Хилвольф, ДРС Хил. Олег, Германия. Дуис Дел Айвон. Тебе спокойной ночи. Братья, может вы устали, может я вас реально отпущу, чтобы вы поспали. Что-то мне кажется, что вы хотите все отдохнуть, а я вас немножко вам мешаю, может быть. В любом случае упустили этот шанс. Сейчас уже не важно, Россия, США, намечается война, твое мнение. Не будет никакой войны. В третьих странах может быть. Но я хочу, чтобы вам было хорошо. Если вы уставшие, шиксаду, айтаду. Если завтра получится, сегодня немножко задонатили нам, братья. Завтра постараюсь днем сделать эфир, чтобы вам было интересно, может быть, если получится. Нет, не верю. 200-тысячная армия в Китае, в Сибири, это полнейшая чушь. Но китайцам я не доверяю. Честно скажу. Не доверяю и не люблю. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Честно. Нет к ним ни доверия, ни любви. После того, что они сделали над уйгурами, наверное, это единственная нация, которая теперь у меня, да из-за и пандемии тоже, нет у меня никакой. Да, доехали, вернулись, все нормально. Ну, не видно, гибридная война идет между Россией и Китаем, это однозначно. Ответь, иди сон, братан. Да, я считаю, что они реальная угроза для всего мира. Китайцы это реальная угроза, как экономическая, так и любая угроза. Очки надо, да, очки не надо. Они везде. Они везде, они везде. Нет, я же говорю, в третьих странах они будут вести какие-то боевые сражения. Вполне возможно, обычно так и бывает. Главное, чтобы не оказаться вот этим крайним. Мансур, мы все поняли, что ты пошутил. Да, полетел бы. Я серьезно, я бы полетел. И на Марс, и на Луну. Вообще в космос я бы полетел, я бы согласился бы пойти на это. С радостью. Сейчас в моем возрасте я бы согласился пройти любые испытания, но и обязательно пойти и
как говорится, пройти подготовку, чтобы полететь и на Марс, и на Луну, и в космос. Без всякого сомнения. И сожаления, честно скажу. Поэтому о проблеме отца тебя. Да, да, видел. Да, Захат видел. Я вообще за такими новостями наблюдаю, вне всякого сомнения. Это для меня очень важно. Для меня почему? Потому что я имею в виду, за такими новостями следить стоит. Это все-таки не желтая пресса. Müjde Hordal Diha Yolu Gala Steel хэштег Тухарю. Терхич Соу. Да нет, не подальше от земли. Не подальше от земли. А вот я почему-то вот хотел бы. Очень хотел бы. Почему бы нет? Жизнь и так проходит как-то бесполезно. Никогда не станут Чечня космическим государством. Ibra Space Agents. Никогда. Потому что я вижу сейчас, мы никогда не будем таким. И даже вот на уровне, ладно, неважно. From Jahar. Я бы, наверное, развернулся сразу бы и вернулся обратно. Да. Ладно, Вежри. У меня осталось 3 минуты. Он показывает до конца эфира 3 минуты. Всем вам я выражаю огромную благодарность. Тот, кто смог задонатить, дай Аллах вам здоровья. Огромное спасибо за то, что вы, несмотря ни на что, в это священное время для мусульман донатите, помогаете сколько можете. И огромная вам благодарность за все, что вы делаете. Я прошу ради Всевышнего Аллаха, если я вас каким-то образом обидел вас, прошу прощения, я не хотел вас обидеть, хотел лишь довести до вас историю, интересную, важную, нужную информацию. Огромная благодарность тем, кто подписан на мой канал. Не забывайте подписаться, пригласить нам новых подписчиков, лайкайте, пишите комментарии, делайте репост. Это очень важно. Надеюсь, что мы завтра увидимся. Всем огромное спасибо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.